есть мнение чеченского народа, абсолютно. Мы вообще никогда не поддерживали ни насильников, ни террористов. В 1999 году, когда группа людей во главе с Шамилем Басаевым, потом с Удуговым Маулади и группа еще там похитителей людей Ахмадовой, с Урус-Мартана, Бараев такой был, Арби, тоже которого подготовил вот этот Гебнюк в Фатре. Дагестан. Понятно, там у них какая-то э, своя легенда, что они спасают якобы село Карамахи, Чабанмахи. Ну, тут же параллельно дагестанское вот это вот джамааты, религиозные, радикальные образования, они провозглашают исламское государство и берут еще ответственность через уста вот этих Удуговых и Умаровых, через их уста накидывают эту ответственность на Шамиля Басаева, который не может быть оправдан ни в этой ситуации, ни в ситуации с Бесланом. Несмотря на то, что Шамиль Басаев абсолютный герой Первой русско-чеченской войны. И во Второй войне он проявлял, да, героизм, но вот эти вот два какие-то момента его не могут оправдать, включая вот это Дагестан, что в Дагестане происходило. И что произошло в Дагестане? Туда пошли, которые вот эти там исламские группы и не исламские тоже, да? Это тоже надо подчеркивать. Пошли и освободили вот эти два селения дагестанских, которые благословил директор ФСБ Степашин там на тот период, в 98 году, туда прилетал в эти высокогорные села и там поощрял шариат, который там установлен. И вот эти вот два села, то есть вообще по-детски, я не знаю, вообще, ну, очень такую слабинку дали наши вот эти туда ушедшие, да, наши там соотечественники, которые негативно поступили, которые совершили буквально преступление, потому что они навлекли после этого весь удар от России, то есть на наше государство, которого мы в данный момент как бы лишились, можно сказать, да, которое захвачено русскими. И вот там, в этом Дагестане, когда провели вот эту акцию по спасению Карамахи, Чабанмахи, а другие группы там параллельно провозглашали еще вот это вот исламское государство, в этот момент наши граждане, чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия полностью осудили вот эти действия. При всем при этом в этом походе туда и в освободительной операции, и в другой, там, нападающей какой-то операции, да, там, и та часть, которая якобы провозглашала исламское государство в Дагестане, и та часть, которая шла спасать карамахинцев, чабанмахинцев, они не насиловали женщин. Таких фактов вообще там не существует. Насилие женщин, не расстреливали там гражданское население, ни женщин, никого. То есть вот этими обезьянными, я не знаю, не прошедшим эволюцию вот такими методами вот таких вот людей, недолюдей. Там они занимались. При всем, при том, что никакого там оправдания нету этим людям, тем не менее, вот этого, то, что произошло на день рождения Путина в Израиле, да, когда вот эти вот недочеловеки, скажем так, да, там насиловали, что только не делали, то есть вот произошедшее в Дагестане, оно, если провести параллель, то это как небо и земля. И при всем при этом наши чеченцы, наши граждане осудили это полностью. То есть после этого уже поддержка и военного сопротивления, вот именно из-за этого Дагестана, это был такой переломный момент. Как после этого наше общество, оно уже негативно воспринимало даже вообще все сопротивление. А тут что происходит сейчас? Какие-то насильники из пустыни выбегают, совершают нападение на день рождения Путина. Как раз в такой нелегкой ситуации в мире происходящей, да, когда Россия напала на Украину и шантажирует весь мир не давать оружие русским, имеется в виду украинцам.
шантажируют, что если кто-то будет туда вмешиваться, то они, Путин сам цитировал, что он покажет этим людям то, что никогда в этом мире еще никто не видел. То есть на фоне вот этих угроз происходит вот такой вот момент, да, когда через Израиль пытаются надавить на Америку и по всей видимости, да, вот, чтобы как бы предотвратить помощь Украине. И тут ни с того и сего вот эти вот люди, антисемиты, антиеврейцы, там, я не знаю, анти какие-то сторонники всемирного заговора, начинают вылезать из всех щелей, из всех нор, из всех этих и как бы заступаться, защищать, вот, занимать позицию в поддержку вот этих насильников, которые 7 октября совершили это. И потом везде озвучивают и комментируют, делают комментарии, дают интервью. Вот эти антиизраильские, якобы там антисионистские какие-то, против каких-то заговоров. То есть это не соответствует действительности. Имеется в виду, что это не есть голос чеченского народа вообще. Просто вот это надо знать, да, там всем русскоязычным, вот кто может понять, да, кто может вот это вот сейчас послушать, услышать. Тут что вообще происходит? То есть наш народ, чеченский народ, захвачен русскими, русским государством. Там настроили 1500 мечетей, там взяли сейчас, построили какую-то автономию палестинскую. Какого хрена вообще? У нас 300 тысяч людей по всему миру разброшено, вообще без каких-либо прав. Уничтожают там, ликвидируют наших каких-то инакомыслящих людей за границей, за пределами. Люди, живущие за границей, за пределами, не могут, вот здесь большинство людей не могут лица показать, не могут там сказать, свои какие-то данные выложить, да, потому что через родственников вот это проводится давление. То есть вот в такой мы ситуации находимся. Какой антисемитизм там, и что против русских, и что против воли русских там какой-то чеченец мог бы пикнуть, это вообще не, ну как бы нелогично. Вот против воли русских любое инакомыслие вот в этой среде, да, очень жесткой диктаторской среде, в захваченной Чеченской республике Ичкерия, чтобы какой-то чеченец озвучивал там неприемлемую для русского государства позицию, этого человека все, его там потеряют без вести. То есть у него нету там шансов выжить. И вот в этой среде появляются люди, которые там антисемитские лозунги там начинают в адрес евреев, все что угодно. Люди, которые не могут высказать, что их сажают на бутылки за инакомыслие. Эти же люди там ставят какие-то на фон э, про хамасовские какие-то там атрибуты, там призывают каким-то антисемитским вот этим лозунгам, всякие комментарии делают. То есть люди не, еще раз надо это подчеркнуть, чеченцы не могут даже лайк поставить в соцсетях, неприемлемо для русских. Вот какой-то неприемлемый для русских. Будь это комментарий, будь это какой-то ролик, вот взять под ним не то, чтобы прокомментировать, а лайк поставить боятся, потому что за этот лайк могут жестко пресечь, там, в лучшем случае, где-то в Сурсаде заставить там, подметать или сидеть в интернете, всякие гадости писать, как бы прорусские, на прорусских позициях. Нету вообще там никакой свободы. То есть все, что вот это вот происходит, будь это антисемитские какие-то настроения, это все как бы именно приемлемая политика вот для русского мира, который там установил свою администрацию, свой диктаторский режим. И вот этого пехотинца Кадырова там полностью, который бублик уже не может сказать, там, что с ним уже происходит, черт знает, там непонятно. Просто как макет его там они держат, и все эти процессы там
Русская Федерация производит от его имени. Вот такая ситуация. Поэтому надо сейчас разобраться, вот, что такое, как, кто такие вот эти люди, которые антисемитские темы толкают. Все сейчас выстроились на одну линию. Все, и вот эти изакаевские джамааты, и вот эти Абдурахмановы, и всякие вот эти блогеры, там, мысли ислама, все выстраиваются в одну линию, именно в ту линию, которая полностью прорусская, скажем так, да. Вот сегодня русский интерес русских, он в поддержке Ирана против Израиля, в поддержке Палестины, там вооружают их, им какие-то туннели там строят, какие-то ракеты выпускают в Русне, которые потом туда передают там через третьих лиц каких-то. То есть вот это вот весь вот этот русский мир на одну линию выстроился. И это не есть вообще позиция чеченцев. При всем при этом сами официальные лица русских, Путин и другие, они обходят эти моменты. То есть они настраивают вот эти негативные настроения устами чеченцев, действиями чеченцев, антиеврейские настроения, да, а сами вот занимают такую позицию рефери, где, ну, они такие якобы нейтральные и там даже призывают там евреев там или даже Иран там каким-то примирительным там акциям. То есть вот такой вот сюжет здесь происходит, и это надо разъяснять. Вот здесь находящиеся сейчас тоже, я не знаю, спикеры, гости, короче, вот нас здесь много, и вообще чеченский народ, он не имеет, мы, если имеем мы что-то вот с евреями, как с народом, как с государством, если у нас есть что-то негативное, давайте сюда, заходите в студию, объясняйте. Хотелось бы, чтобы евреи русскоязычные у нас тоже на канале 1, 2, 3 присутствовало. То есть какие-то, когда здесь вот эта вот пропаганда начинает прогоняться, да, в нашей среде, чтобы сразу мы могли как бы разъяснить и подтвердить это, опровергнуть. И вот очень тоже слабо работают. Я вижу вот русскоязычные евреи, и в их адрес вот там, я не знаю, то, что тоннами льют негатива, да, вот обратной какой-то работы мало вообще наблюдается. Это для нас тоже это вот важно, для чеченцев, чтобы наше общество его не противоставляли, не с евреями не противоставляли. У нас абсолютно, вот на взгляд вменяемой какой-то части общества, у нас абсолютно нет никакого там негативного, ну, скажем так, прошлого, да, где мы пересекаемся негативно. Ладно, я передам микрофон, сейчас будем как бы, потому что полностью весь эфир занимать я тоже не могу здесь. Ну вот сейчас это вот был наглядный пример, вот этот Мухаммад Аль-Фаед, или кто это сейчас заходил. То есть примерно вот такой вот. Вообще, ты с ним вот разговариваешь, как я не знаю, с каким-то алкашом, который один пузырь уже как минимум буханул. Вообще бессвязно, какой-то вообще полный тупой, Бисмилля. я не знаю, разговор. Бисмилля. Вот тоже всем нам известный тоже антисемит Дон Ахча, наш земляк, Перестань. он, вот мы его тоже лечим по чуть-чуть, пытаемся с вот этой совково русской пропаганды спустить. Ну, я думаю, тоже результаты будут у нас. Пожалуйста, Дон Да-да. Ахч. Брахим, это мой будущий сотрудник хозроты был, вот этот Фатих Аназран. Я за него немножко впишусь, потому что Панчача, вы вместе бухали? это мой сотрудник будущий. Смотри, по поводу всемирного заговора. Немножко Панчача, святую вместе воду пили с этим да, клиентом. на вентилятор. Так, не перебивай старших. Значит, смотрите, зайдите у кого есть Android, да, или iOS. Найдите в Google магазине программу Госуслуги Российской Федерации.
то есть на Гугле американском, iOS, присутствует госуслуги, программа для Российской Федерации. Ты забыл слово сказать пока есть. Заблокировали, ты опоздал, заблокировали госуслуги, только МФЦ выдают. Все. Вот, Да. видишь, А, ну, я а, говорил пока, знание серьезно? сказал, что даже не пока. Ну, когда заблокировали? Потому что они через эту программу там... Неделю назад заблокировали. Неделю назад. Ты смотри, как хорошо. Ванчо, в лаптях ходить будем снова? Прям хорошо. У нас, кстати, этой весной в Киеве на мой район вернулись птицы, которых не было там 4 или 5 лет. Это те, которые насиловали украинцы? Птички, да. Дон Ахчо, вот смотри, я знаю, что у тебя Госуслуги, тоже значит, убрали неделю присутствуют, назад. у тебя тоже присутствуют вот эти антисемитские, Не, так называемые, подождите, война настроения. в Украине. Война Ты в как Украине. наш вот земляк, как казак Сунжинский, который с нами, там потомок вот этих захватчиков, Да. ну, уже который интегрировался, скажем так. Полностью. Ты можешь вот обосновать вот эти вот позиции, как бы разъяснить, что происходит, и вот это мировой заговор, в чем он заключается, еврейский. Ну, мне не дают. Смотрите, вот тут мне сообщили, надо проверить. Неделю назад только госуслуги заблокировали. Война идет, бойня в Украине. Сколько уже? 4-й год. Неделю назад только заблокировали вот эту программу, через которую они делали мобилизацию и прочую там чухню. Только неделю назад, да? Ну, спасибо им, да. Да, убрали еще, правда, о Будапештском меморандуме упоминания с сайта Госдепа. Это как называется? Это всемирный заговор? Или... То есть, Донахчи, если я тебя правильно Я понял, вообще не в курсе, что сейчас за тема, абсолютно Ибрахим, непонятно. разъясните, что такое программа официальная? Ну, как это, в Украине есть это аналог ДИА, а в Российской Федерации госуслуги. То есть, Донахчи, если ты если там не правильно зарегистрировался, то тебе будет штраф. Они мобилизацию через эту программу проводили. Мобилизацию. Ну, расскажите, Ибрахим, что такое госуслуги? Нет, Дон Ахча, ты мне вот свяжись, вот этот вот антиеврейские свои настроения, да, У вот меня ты нет, обоснуй ты мне. на меня Хочу. это не вешай. Ну, а Почему? что ты, как это, не, что это мы, что ли, здесь антиеврейскими настроениями? А я при чем тут до них? ну ты сейчас заступиться хотел за этого Мухаммада Фазана, Донахчи. Не, У него я- проблемы с евреями, это чипирование и цифризация доллара. У тебя тоже это же проблема, да? Подожди, это работник, это будущее У него служащий госуслуги, госуслуги пропали. Это- Работает. Госуслуги, можно госуслуги? Скажу я. Кто там, вот объясните, Слышно Ибрахим, меня? что такое госуслуги? Про Потому что госуслуги он в Бельгии хочу живет, он от реалий оторвался. Там можете видео показать ему, как Путин встречается с Швабом, говорит, что Россия будет локомотивом как это сказать, нового времени, перезагрузки и так далее, локомотивом. Ну, Шваб был, ты знаете, Шваб, всемирный там Давосский форум, да. Он его принимал в Москве, там, заверял его, что Россия будет У вас локомотивом. президент тоже не забывай. Мы сейчас говорим о Российской Федерации, да, как о враге Украины. Так называемый президент, Можно который я скажу, Путин пока не ушли заверял далеко? Шваба, потому что он будет в это как бы следовать за завещанием Давосского форума, и Российская Федерация будет локомотивом цифровизации, модизации и прочей перестройки нового, скажем, как это называется, 4-й промышленной революции. Да? Это я с ним встречался? Подожди. Я их Сейчас, заставил встречаться. смотри, Да? сейчас говорим по теме. По какой У теме? нас Я Да, позже у нас заслушаю. тема. У нас тема вот Так. этих конспирологических теорий, О. потом тема Ништяк.
антиеврейских, антисемитских настроений. Популярная тема, да. Да, вот, пожалуйста, обоснуй свою антиеврейскую позицию. У меня нет, Микрофон. ты путаешь меня с кем-то. Ну подожди, ты Нет, вот Ибрахим, пытаешься когда каждый раз, спрашивают, смотри, Ибрахим, у них нету проблем вообще, да, я понимаешь? вот, вы вот вбрасываете в Хорошо, наше хорошо. общество, находятся потом люди, как Мухаммад Додик Аль-Фаид, который здесь был. Да. И потом они вот эти он говорил, там, Ну, чипируют их ты у уже него спроси, я полностью, тебе звоню цифровыми сейчас. их сделали, какие-то Я, может, цифровые тоже зашел. технологии им мешают еврейские. То есть вот эти люди, они потом хавают ваши вот эти как бы вбросы, да, Смотри, нарративы. смотри, Поэтому многие... нам нужно Я понял. не вот этих людей, которых облапошили, а именно из уст тех, кто вот эти нарративы авторами являются их. Вот, пожалуйста, разъясните нам Нарратив. это. Нарратив. Хорошо, сначала надо разобраться, что такое семитизм и антисемитизм, потому что многие путаются. Вот ты же специалист, ты же об этом говоришь. Вот сначала разъясни, что такое семитизм и, соответственно, что такое антисемитизм. Потому что какая-то... Я тебе для непонятливых я дублировал это, да, альтернативно высказал, антиеврейские настроения. Пожалуйста, микрофон вам передан. У меня лично у меня таких настроений нет. Так что это вопрос... Вот, Ибрахим, я про это и говорю, когда их спрашивают именно, у них нет... Видишь, вот дело в том, что и у Тузика Абдурахманова, если ты его вот так в лобовой ему вопрос задаешь, который маринует чеченцев 10 лет уже именно этими антиеврейскими темами, Подожди, шариатскими, вопросы задаваю. Тузик это шариатскими темами, помаринует наших людей халифатами. Ты у него напрямую, когда спросишь, вы вот так, вы про это говорите? Нет, нет, я это не поддерживаю. Ну, понимаете, что здесь происходит? То есть эти люди, они прогоняют вот эти вот свои, вот эту пропаганду, да, антиеврейскую. Смотри, подожди. Ты не путай сионизм с антисемитизмом, с какими-то отношениями против евреев. Меня в Грозном опекал еврей один. Я ему, ну, как бы до конца жизни обязан. Вот об этом и речь, Донахчи. Значит, Вот смотри, речь, которого потом взяли в заложниках. Донахчи. Заложники его взяли в 92-м. У вас друзья, у вас все хорошо, понимаешь? Еврей это. Нет, тут я просто объясню, да, чтобы слушатели Его в там в Ютубе заложники взяли будет же в тоже 92-м слушать. году. Тут Фамилию что вот назвать? происходит? Запиши. Сначала вот эти люди, которые там такие как Кутаев, такие как Абдурахманов, Запишите которые работали в русской администрации вообще в заявление. самый Примите заявление. агрессивный период вот этих отношений русско-чеченских войн, да, вот мы сейчас по сей день, наше государство чеченское находится в состоянии войны с Россией. И вот эта администрация, которую они там установили, она временная, то есть это временное явление. Да, это трудно будет эти позиции назад возвращать, но в нашем понимании, в понимании там, кто может свободно высказать вот эти позиции, для нас это временная оккупация. Потому что мы не согласны с этим смириться. Если с этим смириться, значит уподобиться этим людям, а потом дальше уже как бы отвечать их интересам. То есть такие являться такими же русскими. То мы вообще не приемлем внутренне. Ибрахим, Полное отвращение у нас от этого. Я просто хочу договорить, что здесь происходит. Вот эти люди, которые, прорусские люди, которые вот сейчас их поперекидывали сюда, в Европу, они озвучивают от имени чеченцев вот эти вот антиеврейские настроения. Потом это идет в массы, люди начинают, подхватывают это и необоснованно вообще, без каких-либо доводов, аргументов, вот как вот друг сейчас наш в кавычках заходил, Додик Аль-Фаед Мухаммад, вот такие люди, они потом несут всякую чушь. Мы здесь специально можем экспериментировать, когда заходят эти люди, попытаться дать им возможность обосновать свои эти антиеврейские настроения. Я вам вот
ну, я не знаю, как Закаев говорит, да, уверяю вас, вот так говорить, я не собираюсь, но тем не менее, я убежден, да, что в большинстве случаев мы увидим вот такую полную чушь. То есть, где человек не может обосновать. Это происходит из-за того, что вот эти люди прогоняют эти нарративы, вбивают в голову там недальновидным каким-то там гражданам, да, вот такие вот настроения, потом они идут. Но тут огромная часть вот этой проблемы, она еще религиозная. А мы вот, чеченцы, к сожалению, оказались вот именно вот в этой исламской части вот этого мира, да, который делится там на несколько религий огромных. И, к сожалению, мы вообще как бы не отвечаем за эти идеологии, мы просто приемники, которые получаем вот это вот постоянно. И нам приходится на себе вот этот удар постоянно испытывать, и вся наша проблема вот в этом и заключается. Вот через это нас используют, и вот так нас удалось и победить в русско-чеченскую войну, и сейчас полностью дурачить и использовать. И через вот эти вот именно идеологии в своем большинстве люди как бы и подвержены вот этим антиеврейским настроениям и так далее. Но плюс еще через какие-то там якобы через цивилизованное общество, через людей там даже других конфессий, вот как Дон Ахча и другие. Вот с этой стороны тоже постоянно происходит как бы дополнение, да, скажем так. Вот тут с одной стороны идеологическая составляющая вот этого негатива, а тут еще и какие-то люди, которые представляют какую-то научную сторону, какую-то там, я не знаю, другие какие-то отрасли, да, там, будь это наука, будь это любое там дело, да, которым люди занимаются. И вот это вот нас, когда со всех сторон вот этот огонь ведется, он еще сильнее как бы действует, это еще сильнее усугубляет ситуацию. И вот так эти люди потом начинают и дальше писать, и дальше, тем более, как я сказал уже, вот это под русским сапогом, там это именно эта тема и приемлема. То есть другой какой-то негатив, какое-то инакомыслие. Вот человек просто лайкнуть не может. Все, он уже подвержен там, я не знаю, если он попадется, то его уже будет преследовать. Ладно, я уже долго опять занимаю вот этот микрофон, мне тут Ставь уже и пишут лично. одну минуту Я, знания. я его С передаю, 29 просто лет. я хочу объяснить слушателю, что в нашей среде вот это происходящее, оно не изнутри откуда-то у чеченцев происходит, потому что нам вообще нечего с евреями, ни с другими народами вообще не делить, то есть никаких негативных этих у нас нету. У нас есть вот один враг, и то, если он покаяться полностью, выплатить весь ущерб, который нам нанес, привлечет к ответственности всех своих военных преступников, мы не собираемся там как-то всю вечность, да, там с ними враждовать. Вот просто нужно будет понести ответственность, самое важное вот это. То есть вот такая ситуация. У нас нету никакой там чего-то произрастающего из нашей среды внутри нас, какого-то негатива нету абсолютно, потому что мы не контактируем ни с евреями, там, ни с другими почти национальностями. А все это наносное. То есть все это пропаганда. Андрей, то, что ты сейчас рассказывал, говорил, объяснял, есть вот, сейчас я ковыряюсь в Ютубе, нашел новую песню нашего недопевца, вот этого шарипатчика, который сейчас вольготно живет в Кадыровской, под Путинской Чечне. Вот я даже название написал. Руссо-бедуинская наложница и шнырь. Просто случайно проет про город из Персии, Ирана, Мазендеран. Это совпадение, не думаю, Киселев Надан. Это гнида, которая вообще отказалась так
Нам легенда гласит, сказочная, у него тоже, как у педофила пророка Музамама, САС легенда, что он сказал Кадырову, что он больше не поет. Ну, что-то сейчас запел. И поет он сейчас, представьте, просто случайно про город из Ирана. Какого хрена, спрашивается, что у него просто городов и населенных пунктов больше не осталось в Чечне, про которых он не спел. Про все спел, да? Вот понимаете, Ибрахим, это то, что сейчас ты все рассказывал, вот это активизированное, вот это шушера под исламское, вот эта бедуинская тема, короче, русский международный исламский терроризм, он активизировался из всех щелей. Вот вы просто послушайте песню, которую сейчас Муцараев запел. Раньше про Палестину пел, сейчас Палестина не в моде, Палестина уже все там решено. Сейчас про Иран нужно петь. Ца тагиачо. Это же. Ца. Просто случайно это тагиалца есть. Ца еоли тагцеола бусоби бошек. Шу гаск шейк эллек де шейк лок магит неглокш. То, что вам русские и арабы позволяют, вы то и говорите. Про свою про проблему чеченского народа вы говорите не смеете и не смели, и не будете говорить, потому что вам наплевать, потому что вы не относитесь к нашему народу никаким боком. Это, что пришли ублюдки. Хахлебарес, яс, Тимур? Хахлебарес, гичво, да, ночи, вообще хаклуши, эти типичное быдло, это бедуин. Иш том доку заде, вай факт чего, дычу, не алло. Типичный иранский тип Юксун был. Бисмилля Итякан, это новая песня, он сейчас ее поет, представьте? Сейчас на днях закинул. Действительно, говори параллель, ширицу яйцено, сновчи Дагестан, чубавари, Палестинч, Израиль, чубавари. Вот, тига Палестинч бу, тига нех нах хейзваш, нех нах яйцер елоч, тига бешто, шикизо латин был, Палестинч не исхарна, Года богам был новчиш, чучуа цаа мерштаг цавин цаама цадин. Новчи целлык амма ибахан куатина, целлык ам паачо чак дякан, новчи муак хакан. Дат итут юансан, дат о каток хакан, халлак бина таган. Дат полностью раскшен келаболен, да хуатин. И нисту дуй, вот и сюлиш хаттар дуиз. Вот параллели. Израиль, Палестина, Палестин, Хамас, Дирек, Бион, и не истат, Радскиш, Новчишан, и не истудуй. Вот какие параллели там проходят. Няу, чухота нах и оснах. Палестина. Шейде да хайлаше палестинцане. Израиль сила и замочит вас всех. Скоро. Эмоционально, да. Здание нас вел в оману. Заходим сейчас. Google Play. Скачивайте. Госуслуги, Минцифры России. 145 мегабайт. Заходите, смотрите. Все Что ты работает. хочешь сказать? Подожди. Объясни, что Я ты хотел хочешь сказать, сказать. что Смотри, подожди. Госуслуги координаты России. Google. Дальше что в них? Что там непонятно? Как, что непонятно? Американская платформа Google работает в интересах Российской Федерации. Вот, предоставляет площадку свою для того, чтобы это госуслуги Минцифры России работала, через эту программу проводила мобилизацию, цифровизацию. Кстати, с 1 июля, по-моему, те новчи, которые хотят, например, с Европы посетить родину, там, могилы предков. Не, вот смотри, подожди. Ты сейчас здесь пытаешься недалеких, неграмотных людей вот этими конспирологическими теориями запутать, это понятно. Ничего не надо, заходи. Вот смотри, мы сейчас, никуда ходить не надо. Мы сейчас вот с тобой здесь находимся и общаемся в ФСБшном телеграме.
Дальше что? Ну, ничего. Это ты, ну, так, Все и что программы теперь? работают через Google. И что теперь? Нет, да, Не, все вот мы программы находимся, Почему? мы Стоп, находимся в ФСБшном Телеграме. То есть почему платформа Телеграм, платформа Дурова, ФСБшная Ну платформа, так, ладно. которая Это сливает полностью всю информацию хорошо, Гебне. это ФСБшная Мы платформа. заходим сюда и Я тебе полностью здесь используем ее. Что теперь здесь не так? все так, все ты подтверждаешь. Почему американская платформа Google предоставляет Российской Федерации, значит, свою площадку? Ответ. Почему гебниковая платформа позволяет Да. здесь антигебниковые настроения прогонять? Ну вот тебе теория заговора складывается в реалии. Никакой теории, да, вот такие Серьезно? вот эти вот, как ты, чуваки, да, которые там работают. недалеким людям пытаются там вот эти смуту посеять какое-то Ну непонятное, да, почему? что-то Ну, там. введите санкции, уберите Ты, этих россиян. Выкиньте их из Гугла. да, Выкиньте их ты из Гугла. тогда здесь, каким боком ты сюда попал, в этот телеграм ФСБшный, то есть что тогда? Смотри, Что так, ты что, ФСБшник, что ли, если ты сейчас здесь в телеграме находишься? смотри, ты переводишь, я тебе говорю, что госуслуги Российской Федерации им помогают мобилизировать на войну в Украину американская корпорация Google. Вот и все. Да, ну, бред ты несешь. Зайдите на Google Play. Да я видел это. Подожди, Что ты подожди. Смотри, Поиск набери. ФСБшная платформа, Telegram позволяет, чтобы мы здесь полностью вели просветительскую работу, залезли к ним на площадку сюда и проводим здесь просветительскую работу, как Я ж тебе, гебня работает в нашем обществе. я ж тебе не про ФСБшную платформу, а про американский Google. Алло, 29-й, я тебе Ты их, параллель ты их провожу. уравниваешь? Что, Уравниваешь? что здесь не так? Что ты хочешь Да не этим все сказать? так, ну все, да, мы все понимаем, Ты, что все смотри, так. ты ФСБшник? Ты ФСБшник? Бараны не понимают, а мы все понимаем, конечно, с тобой. Смотри, ты работаешь на Гебенюков? Это вот этот, который заходил колхозником, Назранович. Он не понимает, может быть. А может, что-то понимает. Алло, 29-й, ты вот это вот, Что ты уже на ты связи? либо сам какой-то там на вот этих заклинаниях бабушкина заклинаниях там еще от этого не вырос. Либо ты здесь явно какую-то чушь пытаешься прогнать. Давай разбираться. Вот ты ФСБшник? Объясни мне. Я тебе говорю, ты мне объясни, почему американская платформа Google помогает российскому Ну, правительству чтобы тебе на это мобилизировать на ответить, убой. мы должны понять сначала, ты гебнюк или нет. Нет, ты мне ответь на конкретный вопрос, если ты как бы можешь ответить. Если ты не можешь ответить, ну тогда меняем тему, пошли дальше. Не, чтобы тебе на этот вопрос ответить, надо. Я же тебе альтернативу провожу. Вот мы зашли Нет, на это гибниковую платформу. никакой альтернативы нет. Я про конкретный случай. Причем здесь Telegram до Google Play и госуслуг Российской Федерации. Смотри, мы сейчас находимся прямо на Лубянке, в Гебне, вот здесь, когда с тобой общаемся. Поздравляю тебя. Дальше. И в Ты Давосе гебнюк? одновременно. Ты Вместе. гебнюк? Ты сейчас переключаешься как бы с вопроса моего. У тебя нет Я ответа, ты просто начинаешь. хочу то, что ты вот этот нарратив прогоняешь, его Какой обществу просто показать, что это полная чушь. Что ты Зайди сейчас. чисто каким-то недалеким людям хочешь промыть мозги. Вот У это я тебя тебе хочу Android объяснить. или iOS, Ибрахим?
У меня что, на любой могу. Сейчас, в данный момент, Ну, вводи Android. Чё? госуслуги. Посмотри, у тебя ты сможешь скачать в Бельгии госуслуги Не, Минцифры смотри, России? ты не можешь ответить. Вот ты сейчас сам запутался, понимаешь? Сам тему, которую ты на... Вот так вот это как раз и происходит. Смотри, Именно эти вот так вопросы, наших они людей никак не путают. коррелируются. Наших людей именно так путают, наших людей именно так дурачат, понимаешь? Скажи, в чем я путаю? В том, что YouTube чей вообще? YouTube чей? госуслуги Минцифры присутствуют в Google YouTube Play? чей? YouTube чей? Ну, американский, наверное. А Израиль где? В Израиль там, где есть... YouTube, Google чьи? Facebook ну, чей? американский, по-моему, Мета корпорация. чья? Американский? Никакая не американская. Нет? Мета полностью, ну, там еврей главный, здесь YouTube Так, подожди, у меня еврейский. тут что-то тревога. Сейчас в бункер пойду, наверное. Забывает. Да, ты иди сейчас, тревога у тебя у самого как Да, раз началась. да. Вот примерно вот, Антоха, ты тут-то, и я тут-то. А вы пока вот там такие нарративы, скачайте они себе когда госуслуги закидывают Российской вот Федерации. это, как какую-то тему, да, раз прогнал Да что-то, какие и нарративы теперь сам скачай думай. госуслуги? И теперь Госуслуги. сам думай, и какой-то бедный, непонятливый человек будет там, смотри, значит, всемирный заговор, это он, то, что он говорит, ничего себе. Ага, да. Ты не можешь обосновать абсолютно ничего. Что я не могу? То, Зайди на Google Play, скачай госуслуги что в Российской Федерации. Ютубе прогоняют какие-то антиизраильские Я тебе настроения, говорю в по израильском Google Play. Ютубе, это не говорит о том, что Ютуб там как попал под чье-то влияние и так далее. Я тебе конкретный вопрос. إبراهيم أوشيس كشي حاجات يعينه بيش بودقتش بيبيان وعبيجي الحلقات تبانش بات فانتастик الشعور. Да, просто проблема. Вы вот сейчас его послушают, там какой-то там Украине, он где-то 5-е, 10-е. Смотрите, он сказал, это схавают, и потом будут дальше говорить, там, видишь, Google, он такой. Потом ты этого человека поймаешь, который уже под их, вот попал под вот такую вот бурду, под пропаганду, поймаешь его, и ему начинаешь, объяснишь, что ты хочешь сказать. И он не может обосновать, потому что он услышал, что Я какой-то сам Дон не могу Ахча или обосновать. Кутаев какой-то сделал какой-то проброс, да, там, дерьмецо, короче, скинул на на евреев, какие-то вот эти нарративы прогнал, а обосновать никто потом не может. Но зато он будет ходить и говорить, это все евреи, там, это вот так вот, заговор Я такой. сам не могу понять, почему американцы помогают Русне, там, Ибне, предоставляют площадки. إبراهيم أصلا ما يجيكم госуслуг Google связаны рундуа. Найдите, есть там или нет, или может я придумал это. Что ты, Ибрахим, мне мозги... Долларч Google рундуа он госуслуг связаны. Дон Ахча. Это я придумал, что Там я не туда то, не что засунул. госуслуга. Вот тут ряд европейских стран покупают у русских газ, призывают к снятию Ну, это санкций, из той же серии. призывают к снятию Ну, санкций. это Что из в той же серии? Что в той же серии? С какой с той же? Что ты, какую ты связь? Объясни, свободнейшо. Они дают им акцию, чтобы убивали украинцев. Вот Не, вот смотри, никакие предоставляют акции площадку для акции никому не дают. Вот нас, когда убивали, нас, когда мочили, 29-й, 29-й, я тебе объясняю, как это происходит. Алло, 29-й, я тебе объясняю, как это происходит. Теперь этим баранам, Когда чеченцев уничтожали русские, почему украинцы с ними сосались? Вы что, вместе там все? Что это было? Почему украинское государство молчало, когда убивали этнических украинцев в начале 90-х в Чечено-Ингушетии? Когда нас свободнейшо, он специально провокации создает. Когда нас в количестве... государственность. Подожди, заткнись. Когда нас в количестве 300 тысяч
уничтожали. Видишь, сразу соскочил. То есть вот так вот эти вот нарративы они прогоняют, да, сразу вот он соскочил. Вот смотри, я что хотел ему сказать. 300 тысяч чеченцев, когда уничтожали, украинцы сосались в засос с русскими. Это что тогда? Всемирный заговор, что ли, какой-то? Дело в том, что плевать вообще украинцам было, что у нас происходит. Кому-то вообще, где Чеченская республика, даже не знали. Кому-то вообще по барабану было там. Тем более, если там несколько тысяч зеленью кому-то дать, любой мог бы на это глаза закрыть, там, пойти куда-нибудь в международный институт и за русских топить, чтобы с них санкции сняли, короче, чтобы их поддержали. Это не проблема, это не всемирный заговор никакой-то. Это просто вот такая вот слабость человеческая, да, когда люди вообще, им по барабану, что с кем-то происходит, вон там где-то. Тем более тут их какие-то славянская братва, там каких-то чеченцев мочат, которые Аллах Акбар кричат. Пускай их тогда там мочат. Там нету всемирного заговора никакого. Отсюда убежал сейчас Дон Ахчев, просто пытаясь какую-то смуту, вот такое, какие-то посеять вот это, да, там. И вот так вот потом люди, как вот зашедший сюда Мухаммад Аль-Фаед, они потом ходят и вот эти всемирные заговоры про это начинают топить. Ибрагим Маршвол. Можно еще припомнить, что именно в то время именно Израиль требовал от России вывести свои войска из территории Чеченской Республики Ичкерия. Почему-то. Не почему-то, а из-за того, что у Дудаева были отношения и контакты. Вот так, когда ты с людьми дружишь, выстраиваешь отношения, когда тебе нечего там делить, нечего вообще конфликтовать с другими нациями, люди, наоборот, с другими нациями, народами пытаются завязать, тем более там с евреями легче всего чеченцам поладить. Почему? Потому что евреев тоже там во всем мире преследовали. И они, короче, стоят на позициях своих национальных. И вот что-то такое у нас тоже, да, когда нас там преследуют, и сейчас мы преследуем, и там даже во всем мире негативно так. Хотя это, да, от нашей дурной головы тоже много зависит. Но в основном это от того, как вот эти вот русские товарищи, которые нам эти нарративы закидывают, от их оболванивания нас. И в этой ситуации нам наоборот надо было друзей искать, прийти немного к уму, разуму, искать друзей во всех странах, которые нас поддерживали бы, которые призывали бы потом русню освободить, короче, нашу территорию, вывести войска и так далее. И Джохар знал, как надо вести там с людьми отношения. И, повторюсь, с евреями у нас легче, чем с остальными они могут завязаться, потому что там примерно одинаково вот это вот моменты, да, там исторические и так далее. Вот как раз очень хорошая, я думаю, сегодня получилась передача, эфир. Показать, да, как вот эти Дон Ахчи всякие, они сбрасывают вот эти нарративы. И потом далекая какая-то часть общества, она на это, ну, поддается, да, вот таким вот пропагандистским трюкам, пропагандистским приемам. И дальше уже это потом несут в массы. О, там Google это сделал, они специально оставили, не оставили. Да там еще больше, там даже вон Трамп полностью помощь для Украины остановил. Каждое государство в своих интересах будет действовать в своих интересах.
чеченцам тоже надо научиться действовать в своих интересах, завязывать дружбу, отношения, как евреи завязали с американцами отношения. Вот так надо чеченцам завязать. Не ходить там, они там с американцами, они там здесь. Ты попробуй так сделать тоже. Ты сможешь так сделать? Сможешь ты американцев на свою сторону привлечь? Сможешь ты с ними ладить? Сможешь с французами? Можешь там с немцами? Вот тогда уже будет какой-то показатель, и других можно и критиковать, и что-то делать. А пока там за то, что ты ни хрена не смог, я извиняюсь уже за грубость, а кто-то наоборот для своего народа пытается там во всем мире все, короче, благоприятно, всю благоприятную среду создать там со всем миром. За это ты как бы завидуешь, что ли, я не пойму. Иначе специально вайкам коты ольца и тайфоз беш, не бол беш, будешь под олят касит дойч, дин кел касит дойч, реально цахли, реально до суд цагойч, да, и сказкшич, придумать, я же умништуч, о, гаре, оже, дер бош, да, там халтин болш бахку, шо харец, дой. И зависть тут, Ибраим, он надо. И типично русский мюжгеба цер и сапталюк именно из запада хахич. Самый адекватно, самый интеллигентный согласен. Все равно это и от хагно, из-за зависти, короче, они не могут как бы принять. 415. Ты же знаешь, кому как не тебе знать, что почти каждый русский мечтает в Америку попасть. Они все мечтают просто туда попасть. И в то же время, чтобы она утонула. Да? Да, да, да. Чтобы- И чтобы она утонула, и еще оттуда, из Америки, потом рвать на себе тельняшки, я русский, там кричать стоят. И что, и нарратив, что и прогонять. Я ж вот так вот это работает. Потом это все мы потом где-то там на пыльной какой-то полке весь наш вопрос, вообще отношение к нам полностью вот так вот где-то абсолютно никто не всерьез там не воспринимает, ничего позитивного с нами не происходит и не будет происходить. Пока вот эти вот, как сюда зашел Мухаммад Додик Аль-Фаед, пока вот на таком уровне, да, чипируют нас там, цифровые технологии ему куда-то залили евреи. Все, вот так. Больше по-другому не может обосновать свою позицию вот этих всемирных заговоров. Ибраим, я все равно заметил вот эту тенденцию, не тенденцию, а вот эта особенность. Именно вот склад русского мира и нахбы, именно и Запад, они группироваться начинают самый адекватно, самый интеллигентно, образованно. И мелочь охлах, вот. И тем не менее у них вот какой-то комплекс. Вот видишь, этот Дон Ахчев, да, Дон Ахчев, который вот сейчас засходил,
казалось бы, в Украине он живет, да, там у нас потомок там наших вот этих колонистов, он, казаков сунжинских, которых туда сажали, чтобы разделяя нас от населенного пункта к населенному пункту, вот эти вот заградотряды строили там, чтобы мы не коммуницировали друг с другом и вот таким образом задавить нас. То есть этот человек потомок вот этих вот людей, да, там лично он сам не виновен, но это он там уже во втором, третьем поколении где-то э, там слегка интегрировался, научился танцевать, но так как он не в нашем государстве жил, а в совковом, в русском, вот эти вот нарративы у него, они там глубоко сидят. И казалось бы, он сразу оттуда соскочил в 90-м, в начале в 90-х, переехал в Украину, сейчас вроде интегрировался в украинское общество, еще себя там украинцам ассоциируют, там казаки, мы якобы украинцы, там туда-сюда. Хотя это вообще вот эти, именно его предки и нынешние украинцы, там ничего общего вообще нет. Это потомок колонистов. И вот так вот, вроде бы, казалось бы, да, там уже в западной культуре он живет, уже на русский мир у него более расширились зрачки, получше он уже все это видит. И тут, видишь, раз вот эти вот отношения, там, американцы, евреи, там, это они, он, Google, они там, пятое, десятое. Вот так вот это примерно у них на подсознании где-то там засевшее. И еще он сидит и в наше общество вот эти вбросы делает. А тут и так, короче, со всех сторон. Абу Юдашкин, Абу какой-то там Сазан, Абу Мабу какая-то вот эта вот шушера вся религиозная. День и ночь промывает мозги. И еще вот этот со своей стороны. Он вроде бы не мусульманин, да, но там представляет там, я не знаю, украинские какие-то тоже там институты, и его мнение, оно как бы дополняет, да, вот этот весь мусор вливаемый, и его, и других вот таких. И то, что вот это даже Грета Тунберг туда поехала, и какие-то известные личности там вот это антиеврейские вот эти позиции сейчас занимают, вот к этим людям самим, к ним нет претензий, потому что там вот эти гуманисты, да, правозащитники, они во всех точках находятся. То есть, если сегодня палестинский насильник или палестинские насильники насилуют, там, убивают каких-то евреев, завтра сирийцы там убивают курдских каких-то там женщин, детей, потом в следующий раз где-то там, я не знаю, в Азербайджане, в Армении какой-то там происходит инцидент. Где бы это ни было, да, там Украине, России, они присутствуют в этих местах и вне зависимости, то есть без каких-либо вот этих, я не знаю, различий, да, между конфессиями и так далее, они осуждают любые преступные действия, какой бы национальности, какой бы там вероисповедания не была та или иная вот эта группа обидчиков и группа других, они осуждают это и заступаются за этих. И тут в их ситуации, они сегодня там в Израиле, завтра они наоборот будут где-то палестинских насильников осуждать. И это понятная позиция. А в нашем случае у нас тут идет промывка мозгов чисто. То есть до того вот это забили в голову, да, Кутаевы, Абдурахмановы, и вот так вот по кругу все эти муллы исламские, они до того это вбили в голову, что даже хамасовских насильников, чеченцы, которые осудили поход в Дагестан, где не было никакого насилия, это чисто там политическая, там, да, исламская политическая акция, но без насилия, без вот этого, чисто одна часть туда идет якобы помогать, другая устанавливать исламское государство.
Там вот такая тема. А здесь явно вот это насилие, и оно уже до того в голову вбито, что люди, которые осудили вот эту акцию, вдруг вот этих насильников начинают поддерживать. А ту акцию все еще они осуждают. Почему? Потому что ты не можешь пикнуть, еще раз повторяюсь, антироссийские какие-то настроения, какое-то инакомыслие, за него нельзя поставить лайк. Все остальное, оно допускается, либо наоборот подогревается Россией и вот так вот функционирует. Там 415 стал перебить меня, а вистал. Aka Aka Putin vai būs vasbu. Nu, inshallah. Zikšan liet mogit for. Ete. Zikšan ho o ala mogit. Polne zila ne ofa. Dat we nog zo al of achter de zijn haar ook dus met zo. Voor Hamas en te wat mega. Free Palestine بها يوروب صح بالله بنفسه فلسطين استاتوشي وبشي اللي شعيو سها دبي لا هتنيو شعروا وبشي اللي شعيو مثلا إيش مولش بوت سها إيش خيوط سها وبشي راست شو خزان بزولات هيك إيش نو هذا Сейчас هاي مدة все вот эти вот русская сторона, да, с прорусскими или русскими настроениями, они все в одну линию выстроились. Вот именно в данной ситуации. 100%. No, Paul даже لقشة ليش لقشة ومطر يعني ليش لقشة ولا الخرق وتم رمزانك وقر يعني ركوة شادة الله دا شاوير ولا هديان كيف يتسلهم سيرو دا شان جو قميال رمزاني هي تاخي جو بوسو بوي واخي من كستا مزد دران بوش Персидский, Иране, городом, лيش لقشة Просто так локши. Хинт цо дяш ашер хой. Цо локш. Хинт цо локара. Тимур. Хинт цо мазен даран хой цахара. بس تشوفه يا نشوف بس لا تقولش انت ندي يا اخي انا ايش روح شوفه يا مازن دران وين جوكن يا اخي لو ديش دو وين فلسطين هاي شوي دو اليكس هاي شوي دو شيء دي جوقيات شيء Это 500 миллионов больше тією, чого ж яка ти ж так, яка це. شامل مثلا بزرگ يعني هليشات 100% ايش هليشات بعرفه صوصا بصل موري شامل مثلا Нам здесь не помешал бы еврейский какой-нибудь русскоязычный друг, который, если есть там контакты, я не знаю,
Уже надо كنت согласиться. انتريو كنت يعني خبر ديتنا قواتر إتين ديستقدر كنت أخوي داعي تنساز هذا إشتا ميلا إبراهيم شو يحسب ما وجا جوش بوتشي تيازي دولش حد وقتوا وكنت أخوي دايو زيتون это окатонде хавла аби русский говорящий как раз мисс кута хую полностью по полочкам разложить да год поэтому кута сдить нег кута ой избранный президент хую больше дег короче та проблема я церкви ар вахин so ده Зачем, هو зачем искать? Здесь он. Журкети. زوجك هتجيبته Все вот эти زوجك прорусские, مو جبت حاسة زوجك كان شو جبت بو نوختي شو واحد وان داخل بوشتي نوك زوجك كان شو ضايج بس все بس هذا прорусские, شو آخر عشر Халиф, все прорусские, включая Зурдукети, Берсера, вот просто заметьте, все они полностью в одну линию. То есть русские 1000%. хорошие, у них нарратив русские хорошие, бедные, их изнасиловали, насилуют. Это все евреи. Просто надо будет, я не знаю, интервью немного с евреями коммуницировать и разъяснить, потому что вот так продолжаться не может. Вот эти люди, которые прогоняют антиеврейские, антисемитские настроения, они никого не представляют. Вот это вот надо запомнить. Тем более это люди, которые работали в русской администрации во время вообще военных действий, то есть на стороне врага, во вражеском стане находились. И вообще что-то говорить, как-то критиковать евреев, это вообще там абсолютно ни капельки у них нет, я не знаю, короче. Рецах цер. Жаль, что баркарайс, конечно, шмот, что ли ты вылетит бой. И что из целого. كان полностью выжили вас شو بصورنا 100% цан волна ты обухаешь цан сторона ты обух Нету морального права вот подсказать Садова, что он может. Ни капельки нет морального права у людей, которые один работал в прослушке с братом Шмаковым, другой работал казачьим эмиром, казачьим этим самым, возглавлял казачество во время войны. То есть вот наше государство находится во время войны, эти работают там, теперь ходят и тыкают пальцами евреям. Там евреи, это евреи. То Тузик Абдурахманов, замдиректора электросвязи, так называемый ТУМСО, вообще говорит, что евреи в 21 веке геноциды устроили. Больше, самые большие геноциды. Что за геноциды устроили? Где геноциды устроили? Вот как تقول Дон من Ахча رأسي сейчас, شمواتر как, زوانا как, تريد رأسي как Дон Ахча сейчас прогнал вот этот нарратив, который не смог обосновать. Вот так это просто прокидывание нарратива и раз дальше ушел, съехал с темы, пошел дальше. Но у слушателя это засело. И он будет теперь ходить и вот так говорить, самые большие геноциды евреи устроили. А когда ты скажешь, объясни это, он будет тебе как вот этот Додик здесь был, Аль-Фаед Мухаммад. Он тебе будет говорить, они чипируют всех и, короче, цифровые технологии пускают. Поэтому и геноцид происходит.
Это здесь не последняя какая-то инстанция. Если есть у вас конкретно вот тузику, например, возможно, мы не знаем, тузика Абдурахманова, я извиняюсь, как вот 7 октября на день рождения Путина палестинцы насиловали еврейских там, женщин, детей, я не знаю, но женщин точно. Возможно, Абдурахманова тоже евреи изнасиловали, или я не знаю, извиняюсь за грубость, но что-то там, может, произошло, и поэтому у него вот эта ненависть. Пожалуйста, тогда обоснуйте и свою ненависть, как бы, или свои какие-то негативные настроения сами решайте и решайте в адрес тех, кто вас насиловал. А не надо это обобщать на всех чеченцев и евреев. То же самое с Кутаевым. То же самое с вот этим мысли ислама, который в Польше живет, палестинец. Может, у них личная какая-то травма. Может, мы не знаем, там что-то какой-то еврей их случайно изнасиловал, там, проходя мимо. Я извиняюсь просто, да, это сарказм, это слишком грубо, это, ну, просто уже задолбали. Вот эти нарративы прогоняют, потом против нас начинают настраиваться там все цивилизованные страны и общества. Если бы здесь были бы как Гретта какие-то правозащитники, гуманитарии, пожалуйста, идите работайте, ездите везде, во все точки, где там люди нуждаются, там делайте акции. Это нам не мешало бы, но вы дебилы, которые оправдываете насильников и здесь, короче, поддерживаете вот это дело, и потом прогоняете эти антиеврейские настроения. А это не только еврейское общество настраивается против нас, а любое вменяемое цивилизованное общество, потому что они видят дебилов, никаких не защитников. Если в их среде есть Гретти Тунберги, то в нашем случае вообще полные дебилы, которые чисто по вот этому. Кто это здесь? Ибраим, нас из Израиля гости у нас. Включи микрофон. Включите, если есть гости, почему не включаете? Я не вижу. Борух. Добро пожаловать, Борух. Барух, Машуал, это тот Барух, с которым мы раньше говорили? Если есть возможность, было бы неплохо пообщаться. Если нет, то тоже не проблема. В следующий раз тоже можем. Но было бы неплохо тоже кое-какие темы разъяснить, потому что так не пойдет дальше. Не может это постоянно продолжаться, потому что там не только какие-то антиеврейские настроения там в среде чеченцев, но это очень негативно потом обратно и в чеченский адрес возвращается бумерангом, усиливаясь еще в 10 раз. Потому что в цивилизованном мире необоснованные какие-то антиеврейские настроения, они считаются ненормальными, и это пресекают, и правильно делают. Борух. Ушел. У нас был тоже гость, если вы помните,
Барух, тоже мы с ним и в личку общались немного. Просто тут вот эти провокаторы, которые изначально там в партию, чеченскую демократическую партию, в ряды внедрились, хорошенько нагадили, и вот эти там потенциальные связи, контакты, ну, как могли, подкосили, да, вот эту деятельность. Но это тоже как бы ожидаемо. Это и в дальнейшем тоже ожидаемо. Это везде всегда бывает. Переживем как-нибудь это. Ну, вот эти контакты, они все равно нужны. Именно с русскоязычными евреями контакты были бы неплохи. Потому что вот эти нарративы, вот эти пропаганды, гобнюковой пропаганды, с ними что-то надо делать. В них никому пользы, ничего хорошего в них нету, ни для кого. Вице-президент выступал сейчас. Перестаньте втягивать США в войну. Правительство Израиля. Вице-президент правительства Израиля выступал, ты имеешь в виду? США. Венс выступал. Вице-президент правительства США выступал и Обвинение Израилю. Перестаньте втягивать войну с США. критикует он Израиль, чтобы не втягивали в войну США, да? Да. Ну, это, не знаю, это тема как бы их отношений. Я думаю, что там они сами получше разберутся, чем мы. Просто вот тут в такой ситуации, когда там Израиль в состоянии войны где-то находится, тем более израильское общество, там много русскоязычных. Если с Ираном у нас нету там каких-то вообще контактов, скажем так, да, там и нигде не пересекаемся, то в случае с Израилем вот эти антиизраильские настроения, там лозунги, они все равно очень вредны. И это потом в памяти остается. Это негатив вот этот, который в ситуации, в военно опасной ситуации, когда там долбят друг друга ракетами, как бы злорадствовать, делать какие-то выступления, там, каких-то комментировать какие-то всемирные сионистские заговоры, вот как Кутаевы, Абдурахмановы, Белакиевы это делают. Вот такая ситуация. А с Ираном тоже, кстати, тоже надо подчеркнуть, что антииранские настроения в чеченском обществе их тоже запускают. И они все равно негативные, потому что они основываются и не позиции там добра, зла, или позиции, например, вот эти правы, вот эти неправы. Вот эти мы на стороне вот этих, потому что они какие-то правильные, да, то есть они не виновны в этой ситуации, а вот этот виновник в этой ситуации. Когда такой трезвый какой-то вывод делается, это понятно. Но здесь антииранские настроения основываются лишь на религиозных вот этих идеологических там догмах, идеологических заключениях. То есть шииты, все, это не мусульмане, они враги Аллаха, поэтому мы их ненавидим.
Тут евреи, то же самое, там, враги Аллаха, всемирный заговор, мы их ненавидим. Поэтому хорошо, что они там друг друга уничтожают. Вот такая вот тема сейчас там идет. И никакой, ни с Ираном у нас никакой ни пользы, ни с иранским народом, никакого там, я не знаю, ни позитива, ничего, ни с евреями, ни с кем. Вот эти, и этим в такой сложной ситуации там ходить пальцами, тыкать, и этим абсолютно без какого-либо понятия вот этой ситуации военной и четкого анализа, четкой позиции. Так, вот здесь вот что-то такое, эти здесь, значит, напали. Там, например, Иран постоянно подстрекает там палестинских террористов, поэтому они не правы. Вот такой вывод сделал. Там нету абсолютно вот так трезвомыслящего какого-то трезвого вывода. А все зиждется на вот этих идеологических, там, на ненависти религиозных вот этих вот всяких предписаниях, да, что там евреев надо убивать, шииты там тоже какие-то хавариджи, мавариджи, короче, и так далее. Вон в Сирии 14 тысяч чеченцев затащили в Сирию. Да, не все там погибли, но большая часть там погибла. Что, какой смысл из этого вы извлекли, чеченцы? Какая польза? Нас что будут теперь в сказках своих народных сказаниях рассказывать сирийцы, что какие-то доблестные чеченцы пришли помогать и спасали? Вы что, серьезно думаете? Да сирийцы нас ненавидят, вас ненавидят, всех нас. Потому что они считают, что мы, наоборот, виновники, не дали им, вот сейчас, как они установили свой режим, вот так, тогда еще в 2012 году не дали им сразу решить между собой этот конфликт, сюда залезли со своим ИГИЛом русским, с исламским государством, с вот этими нарративами религиозными. И все, и вот какой смысл? Точно так сейчас куда-то к иранцам, к евреям лезут. И что? С кем вы, что, с иранцами из-за этого отношения у вас какие-то будут? Или с евреями какие-то отношения кто-то устраивает? То есть просто залазят вот эти в чужие темы, да, и добиваются того, что вот умудряются вот этот весь негатив настроить и этих, и всех против чеченцев. Дайте слово Альберту. Альберт, ви стола? Маршал Душик, я только подключился. Будешь там царством. Пока послушаю. Сейчас просто на фоне вот это израильских войн, да, Израиля, иранской, потом Израиля, палестинского вот этого там, конфликта. На фоне этого вот эти русские работники, которые во время, в самый пик, фазу там боевых действий, во время боевых действий, там бывший вице-премьер Чеченской республики Ичкерия, так называемый Кутаев,
потом замдиректора электросвязи российского, ГУП электросвязь Абдурахманов, потом вот этот то ли ингуш, то ли армян, мысли ислама, есть такой, там, возглавлял батальон шейха Мансура вот, информационно. Вот эти вот люди сидят, садятся из всех фенов, микроволновок, прогоняют вот эти антиизраильские настроения. Не просто там какие-то антиизраильские настроения, взяв какой-то определенный момент, да, там, например, критиковать израильское правительство, вот, например, там Нетаньяху там какой-то им не понравился, слишком он какой-то грубый там или диктатор, пятое, десятое. Не вот в таком ключе, а именно в ключе всемирных заговоров. Вот эти антисемитские настроения поднимают. И вот наш земляк, потомок оккупантов, Дон Ахча, тоже часто вот у нас в группах здесь эти настроения, вот эти нарративы прогоняет. Вот мы пытаемся вот эти вот темы немного, я не знаю, проинформировать, что ли, вот тех, кто будет слушать, в Ютубе, кто будет слушать вот это дело, что в нашем обществе есть абсолютно альтернативные мнения, да, насчет там Израиля, насчет евреев. И у нас абсолютно вообще, у нашего народа нету ничего негативного, чтобы мы враждовали или что мы что-то делим там с евреями. Абсолютно нету этого. Все, что происходит в нашем обществе, оно высосано из пальца, и вот это вот имеется в виду там антиеврейские вот эти настроения. Вот, Альберт, ты же сам понимаешь, да, вот в Чеченской Республике ты не можешь поставить лайк какому-то, какой-то публикации инакомыслия, то есть каким-то российским существующим там преступному вот этому режиму, то, что в адрес этого преступного режима там кто-то покритиковал или какой-то видеоролик или что-то такое, туда лайк поставить боятся чеченцы. Что нас сажают на бутылке, где-то это высказать, боятся чеченцы. Вот недавно труп убитого человека кинули на улице, вокруг машины ездят люди, собрали людей, заставили еще смотреть на этот труп, проклинать его. Ну и вот в этой всей ситуации антиизраильские настроения, как могут быть там, имеется в виду против воли вот этого режима оккупационного. То есть все то, что там происходит, вот это поддержка насильников Хамаса, потом какие-то вот эти настроения всемирных заговоров, они все соответствуют оккупационному режиму, который там происходит. Если бы они бы не соответствовали, не просто что-то высказывать, а лайк поставить там никто бы не посмел. Как это не смеют делать в адрес там русского какого-то беспредела, русского террора, который там производят. Ну, там ситуация какая? У тебя есть свобода слова, и у тебя есть твое мнение. И я тебе сейчас расскажу, какое у тебя мнение. Ищите себя ситуацию. И люди думают, что какое-то там мнение они им разрешили определенное мнение высказывать определенную сторону, определенное время. И таким именно образом, каким разрешено. И люди считают, Гошин окузах, твой, из-за Аллах, твой, мы проявляем тут солидарность, нам никто за это ничего не говорит, вот мы против Израиля, вот видите, какие мы крутые.
Вот, значит, мнение складываются у людей, они начинают сами себя обманывать, что у них какое-то мнение есть. И сами себя обманывают, их обманывают, им нравится, что их обманывают. И там потихоньку, короче, что изнутри человек портится, развивается лицемерие, передается будущему поколению в атмосфере, семье, в обществе, на работе. Она как вирус, как паутина, как осьминог, тогда полностью мозг на уровне атомов далец, полностью лыктыр далец. Что тебя сейчас вообще мечадутся, худутся, сейчас мудутся, сейчас дуйца. Вообще, короче, полный хаос и потеря ориентации вообще в пространстве. Полный кошмар, в общем. Халиф, почему? 24 на 7. Видео сейчас надо вот вообще о чем мы говорим, да? О вот этих вот пропагандистах. Если под рукой есть, надо их видео вставить и показать, кто вот эти люди. Мы сейчас их прокомментировали, а что там не совсем понятно будет зрителю, да, который будет смотреть. Вот та проблема, это ж давай, Просто на вещи вопрос. надо называть своими именами. Тумсо – это работник спецслужб. Мы уже давно уже по нему отдельную программу сделали. Кто он такой, где он работал. Он в часы войны работал в городской телефонной сети. Начальником у него был ФСБшник, полковник как Шмаков, так Игорь, называемый. Он Игорь зам Шмаков. Игорь Шмаков, да. А он был у него замначальник. Это как раньше в Советском Союзе главный инженер. Основную работу нес этот товарищ Тумсик Абдурахманов, который сейчас сидит в Швеции, обманул шведское правительство, спецслужбы. Типа на него было совершено покушение, получил там, видно на жительство получил там, которого давно нужно было выкинуть обратно в Россию, на родину, так сказать, чтобы ему тут не давали эту возможность, чтобы он здесь пропаганды пускай там в России и гонит он. Второе, там этот товарищ Кутаев, засланец тоже. Мы об этом все знаем. Вот как раз у меня по списку они стоят. Ну вот Кутаев, он после Первой войны, когда нужно было договор подписали и нужно было там свои требования какие-то в Россия вносила, Кутаев был внесен в список от российской стороны, чтобы амнистировали их, его там, он там в этом списке был, и чтобы его включили в правительство Масхадова. Он был там вице-премьером, по-моему, там включенный. Это работник тоже спецслужб, который одно время, в последнее время занимался, был атаманом казачьих войск на Кавказе. Кстати, Аслан Люди знали. Масхадов даже запись оставил насчет его тоже. Да. Это второе. Третий, Абу Хамза, так называемый, который ушел 3 раза, из побега делал из тюрьмы ФСБ, из тюрьмы ГРУ, от них ушел. И 3-й раз из подвалов Кадырова ушел. Так сказать, ушел. Вырвался из них и случайно оказался так, без документов, без ничего, как-то оказался в Турции. Если он в розыске ты докажи, был, что не Аллах. Да. И там он сидит, тоже эти нарративы пробрасывает. Все эти люди, которые пробрасывают эти нарративы, нужно объяснить, кто они такие. Который сидит и говорит, что там, если где-то с Европой, если начнется война, Западом начнется что-то Кавказ-центр. обострение, то я на стороне России, там, заявляет человек. И вот эти нарративы пробрасывают. И методички всем им выдали.
Четвертый пассажир это получается так называемый непонятно то ли армянин, то ли ингуш, который находится в Польше. Как его Безродные фамилия? племена. Да. Белокиев. Белокиев тоже эти нарративы пробрасывает, что это виноват во всем, это виноват Израиль, что это он устроил, как будто Израиль сам на себя заставил палестинцев на день рождения Путина напасть, устроить эту резню, поубивать женщин, детей, стариков, тех людей, которые со всего мира приехали на фестиваль в Израиль, музыкальный фестиваль. Они вот это все получили одну и ту же методичку. И одновременно в один и тот же день они запели, получается. Что как будто Израиль во всем виноват. Вот это все, это все. Даже Муцараев про Иран запел, ты чё? Даже Муцараев. Даже Мусараев, который говорил, что они больше не будут петь, типа, все хотел, который захватить Аляксу, там, Иерусалим, про это песни пел. Насчет Нашу этого, молодежь этот с панталыги Цуняк, сбивал. интеллект, Ахмадов этот какой-то там поет, он на его канале эта песня есть, кто-то закинул под именем Муцураева, этот сам Ахмадов, этот певец, потом к ним претензии предъявляет, если вы не уберете, там, то я пожалуюсь на YouTube, туда-сюда, короче. Пробрал Шаришем. Да, ты Сейчас он просто удержался, он полностью, ну, подковерный. короче, ну, Нет, там, что интересно, Главное, что он пел, что он сейчас эти песни пел, и молодежь нас же с панталыги сбивал. все сейчас вот эти вот прорусские, подрусские, они выстроились в одну линию. Вот интересно, да? Все, и Да. В один Кутаев, и день, Абдурахманов, и один-два день они Белаки. все запели. И вот этот вот желтые штаны Апти Алаудинов. То есть он тоже выстроился на эту линию и сейчас идет освобождать там с Израилем, и якобы вести войну призывает. ну, песня И не под случайно музыку возникла, да, Муцураева, в любом случае. Кто бы ее да, не пел. под музыку Муцураева выступает Алаудинов. Музыка называется «Иерусалим, мы тебя освободим». Вот все вот аккуратно выстроились в одну линию. Можно показать Вот это и всех. про Иран песня тоже, кто бы ее не пел, как бы там, кто ее не пел, в любом случае тоже под эту тему закинуто. Да. Это все из этой оперы. И все это запели в один день по методичке из Кремля там получается. Это Да, методичка. и Видно при всем сразу при по ней, этом, что они а говорят. Путин вообще, он не в курсе, русские вообще не в курсе, вы понимаете? Русские, они вообще, они за евреев, у них все хорошо. Оказывается, мы вот чеченцы, это от себя. Какая-то у нас оказывается что-то с евреями, какая-то неприязнь. Мы с ними, оказывается, в конфликте. То есть на территории, где нас полностью они оккупировали. И никакое инакомыслие не проходит, кроме того, что русским приемлемо. Вот там мы прогоняем антиеврейские нарративы, наши там соотечественники. А русские нет, они ни при чем вообще. И Путин очень хорошо отзывается там. То есть вот Против так. евреев, хочешь, еще телефон, Google, почему пользуются Google, Фейсбуком, на транспорте ездят, включают электричество, одежду носят и так далее. Если вы помните, когда вот палестинцы напали, Хамас, когда напал на Израиль, в этот момент потом где-то эти кадры, помните, когда вот в аэропорту захватывали аэропорт, до аэропорта в Махачкале, вот когда захватывали аэропорт и заглядывали в мотор, искали евреев, до этих событий в Хасавюрте началось все это дело. Там это все буча началась. Почему? Там большинство, как бы получается, наших чеченцев там живут, это ихняя земля. Там они пытались устроить эту провокацию. Хотели потом показать на чеченцев. Вот чеченцы, тут евреев ищут, хотят евреев тут побить, избить, поубивать.
А чеченцы в Хасавюрте не поддержали, у нас и нету такого понятия, что кого-то там, если у тебя нету кровника там, пофотографировать это дело. Чеченцы не пошли, они там по гостиницам побегали по номерам, искали евреев там, об этом написали, но чеченцы не поддержал никто. Они что делают? Они на следующей неделе, получается, через несколько дней, они в Махачкале в аэропорту захватывают аэропорт и бегают по крыльям самолета, ищут евреев. Там 200. А хотели это провернуть как-то. И сказали, это не наши проблемы, пускай кто хочет там бегает. Дагестанцы, как раз аварцы и бегали там по гостиницам, под кроватями искали евреев там. Специально хотели втянуть туда чеченцев и показать, что чеченцы там как будто бегают там. А у них это не получилось, не прошло это дело. И потом уже в Махачкале это все это устроили спецоперацию. Даже видно по вот этим снимкам, которые показывали, там каждый второй, по-моему, и каждый, третий точно, по стрижке их видно бывает, это работники спецслужб. По прическе они видны бывают всегда. Это были там, среди них были эти, подначивали этих бородатых там людей там, кого они там привели, кого подняли, подталкивали и показывали, куда надо бежать, что делать. Были работники спецслужб, там видно же. Это была провокация, устроенная спецслужбами, российскими спецслужбами. Мы это должны понимать и рассказывать должны об этом, говорить. Вот здесь вот это вот. Мы не можем их остановить, показать удостоверение. У нас таких возможностей нет. Но мы видим, это провокация, откуда началась, для чего она была сделана там. Мы просто молчим, не надо молчать, нужно говорить об этом. Евреи для нас не враги. Мы с ними, у нас многих друзья евреи там. У нас не было никогда с ними конфликтов не было. Когда нас выслали, когда мы вернулись в 1957 году, кто нас встречал? В Грозном с музыкой, с чеченской музыкой и танцами нас встречали евреи только на вокзале. Поезд, который пришел с Казахстана, когда мы возвращались. Нужно об этом говорить. И наши дома первые освободили, там, которые даже были насильно заселены, со всем имуществом оставили все, вернули евреи. У нас нету конфликтов с евреями. И не было. И грузины освободили дома, осетины освободили дома. Все, которые там жили, освободили дома. Они уходили. Мы знаем, что до сих пор 81 год из чеченских домов в Хасавюртовском районе не выходят из нашего, получив по 3 дома, вдоль Каспия построили им деревни, такие же названия, которые вот здесь они переименовали, чеченские села, Калинин, Аул, как там еще там у них это вот, переименовали все чеченские села, такие же села построили вдоль Каспия им, с такими же названиями, по 3 дома получили, не выходят из чеченских домов, уже 81 год получается, они захватили, живут в этих домах, умудряются, и не собираются их отпускать. Все законы, которые принимают, получили деньги из бюджета, не на свои деньги, а на деньги государства построенные дома, и до сих пор они не освобождают дома. Аварцы и лакцы
не освобождают дома. Все остальные, даргинцы освободили дома, которые были переселены в наши дома. Табасаранцы, кто там только не был. Там из Дагестана со всех мест снимали людей, переселяли туда. А даргинцы добровольно сами пришли и сели в наши дома. И не выходят из чеченских домов. Галакции не выходят из чеченского. До сих пор не организовано чеченское. В Дагестане не организовано. У каждого народа свой район какой-то есть у них. Какая-то администрация есть. В Хасавюртовском районе нету, не сделано. Специально разделили на две части. Одну присоединили к лакцам, вторую к аварцам. И до сих пор эти люди не выходят из этих домов и живут в этих домах. Ни район не организован. Ну, я уже немножко в сторону ушел, но я показываю, кто там в Дагестане этим занимается. Все руководство там сидит, аварцы сидят там, рулят, получается. Они и занимаются этим. И этими провокациями занимались именно аварцы. В Махачкале, когда в самолетах, в двигателях искали, евреев искали в двигателях от самолетов. Извините, тут что, затянул немножко, Барков, во двор. Который надувает Америка, шарик, который так Америка болтает в своих руках, куда хочет. Но мы понимаем, в Израиле не рядовые сионисты, и порой они управляют американскими сионистами. Американские сионисты загружают их деньгами, вооружением и так далее. Это очень серьезно взаимосвязанный механизм, где, в принципе, и не поймешь, где из них и кто главнее. Но не суть важно это. И вот эту войнушку с Ираном и возможное подключение Америки и руками Америки действительно уничтожит Иран, они посылали нам, всему миру послание: вы нас рано похоронили, мы, сионисты, еще имеем возможности, Америка в наших руках, мы ее вертим так, как мы хотим, и мы, сионисты, Израиль, будем управлять и Ближним Востоком, и всем миром. И как я думаю, и мне кажется, и убежден, это тоже потерпел поражение и крах. И в этом направлении они тоже ничего не сделают. И просто, вот понимаешь, вот их инициативы обратно становятся против них, как предъявляемые претензии. В мире, в дипломатических отношениях не принято, когда идут переговоры, как правило, это делает Россия. Как правило, делает Россия. Идут переговоры, есть договоренности, и наносится удар. И вот это тоже в мире не простят люди. В иудохристианском мире, в иудохристианской цивилизации сейчас нет покорного большинства, которые вторили бы идеям сионистов и поддерживали бы их. Сейчас в том числе и нападение на Иран критически. И самое важное, уважаемые зрители, вы это должны услышать. В Соединенных Штатах Америки восстали евреи, восстали против этого произвола сионистов, этого преступного ведения и проявления Израиля. И это мы все должны понимать, и этому мы должны давать правильную оценку. И вот в этом случае, если Иран, мы с тобой раньше обсуждали, говорили, Китай и Россия не допускали, не давали технологии ядерные, чтобы Иран создавал его. Но мне кажется, Израиль доиграется, что просто Китай даст ядерные технологии и Турции, и Ирану. А для этого просто надо дать добро, закрыть глаза, как Пакистан это сделает, и все, и здесь тоже механизм понятный. Не надо провоцировать ситуацию на обострение. И это все делает именно Израиль. Израиль совершает ошибки. Вот эта богоизбранность сионистского режима, оно терпит крушение. И они сейчас будут для того, чтобы нейтрализовать вот это падение. Нет, кинетическая энергия, она, физика имеет свойство. Чем больше дальше падает, чем быстрее движется падающий объект. Это закон притяжения.
и закон кинетической энергии. И поэтому они уже обречены, Наступила эра Греты Тунберг, по-моему, я правильно ее назвал, да? Наступила вот Тунберг, да. Вот Грета Тунберг, это уже все, у этой молодежи мнение о сионистах уже не поменяется. Но в это же время наступила эра и цифровых технологий, брахмана, индийских ученых. Вот с двух сторон наступает, с одной стороны, недоверие, с другой стороны, продвижение индийских технологий цифровых именно в тех направлениях, которые сегодня молодежь востребовала. И это есть не что иное, как последующее поражение. И вот эти сионисты, представляющие иудо-христианский мир, они должны понимать, что в противостоянии они уже не победят. Ассаламу алейкум ва-рахматуллах. Рубрика «Пляжные мысли». Когда год назад, 2 года назад, 3 года назад Путин, Лукашенко рассказывали нам о готовившемся нападении НАТО на Россию, а я сейчас покажу вам, откуда на Беларусь готовилось нападение, и что якобы для недопущения этого нападения Россия вынуждена была начать СВО. Мы воспринимали это как анекдот, как бред престарелых маразматиков, как неудачную попытку оправдать военную агрессию в отношении суверенного государства. Над этим смеялись западные страны, лидеры западных стран. Но сейчас ровно этими же самыми словами лидеры некоторых западных стран оправдывают военную агрессию Израиля в отношении Ирана. Мерц говорит, что Израиль делает грязную работу за всех нас, за западные страны. Великобритания, другие западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, солидаризировались с Израилем в этой агрессии. И оправдывают они это ровно теми же тезисами, которыми это делал Путин. Про Израиль я вообще молчу. Понятно, что это страна-агрессор и оккупант в своей основе. Но те страны, которые на протяжении этих нескольких лет осуждали Россию за то, что она делает в Украине, теперь делают ровно то же самое в отношении Ирана. Ну или поддерживают того, кто это делает. На мой взгляд, невозможно представить большего оправдания действий Путина в Украине, чем поддержка действий Израиля в Иране. Никто так не оправдывал действия Путина в Украине, как это сделали лидеры некоторых западных стран, поддержавшие агрессию Израиля против Ирана. Давай посмотрим на периодичность действий, на хронологию. И что мы увидим? Иран, сколько там государства стояло, допустим, я сейчас не за тысячелетия, да, возьмем там ближайшие 100 лет, да. Тут появляется Израиль, оккупирует палестинские территории, и, естественно, даже если с того дня Иран стал бы конфликтовать с Израилем, это было бы адекватно. Да, и любое действие Израиля в отношении Ирана было бы неадекватно. Но у нас получается наоборот. Только у Израиля есть право реально ценнее Израиль. Израиль, который ничем Украине не помогает. Израилю, который вполне очень хорошо, тесно дружит с Россией. В России запрещено критиковать Израиль. Да. Запрещены митинги. Мы видим, что в Дагестане произошло. Да. Ребята, которые связаны с этими аэропортовскими событиями, получают по 10-15 лет. Уже и терроризм обвиняют, там уже находят. Да, что они такого сделали? Даже если предположить теоретически, что они нарушили какой-то закон, то это какая-то максимум административка им светит должны по российским законам. Хулиганство. Да. Но они никак не 10-15 лет. А почему это сделано? Для удовлетворения Израиля, чтобы им показать, что вот Россия там с ними дружит, что она не против. Запрещается проводить митинги. В Чечне в оккупированной Ингушетии, в оккупированном Дагестане.
запрещается проводить митинги против Израиля. И после этого нам говорят про какую-то там произраильскую позицию там, и так далее. Ну, это же... Израиль не то, что важнее Украины, да? Давай будем... А где Иран напал на Израиль? Ах, прокси? Чьи? Ну, если посмотреть серьезно, то основные прокси, которые наносили удары по территории Израиля, это прокси вообще-то Катара и Турции. Ну, если уж так совсем серьезно. То есть они были главными врагами. Но что-то я не вижу, что кто-то долбил Турцию, которая еще, напомню, добавок страна НАТО. И когда после этого говорят на полном серьезе, что у Израиля есть право, а у Ирана этого права нет, Иран, который разбирали на протяжении долгого времени, в отношении лидеров которого проводили теракты, когда убивают ученых, и когда на полном серьезе Нетаньяху заявляет, что не-не, минуточку, я не даю никакой гарантии, что мы не нацелим удар против лидера Ирана, тогда понятно, почему приехал когда-то Беннет, премьер-министр Израиля в Россию, и умолял, чтобы мы не трогали Зеленского. Потому что Израиль бы в первую очередь уничтожил, если воевал бы с Украиной, Зеленского и всю эту клику. Израиль бьет по Палестине, бьет по Ливану, бьет по Ирану, бьет по Сирии, убивая. А мы, иншаллах рахман, до вас еще дойдем. Я это знаю, потому что всю свою жизнь я готовил себя к этому. Мой меч всегда будет при мне, иншаллах. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса. А сегодня мы с вами... Tundela tahan zapadu ta anisu yachun. Западу ячун нису асюхаба. Противостояние Запада и России на 100% на стороне России. Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. You regard the United States as an enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Вот этот есть у тебя, Алаудинов, который тоже идет джихад делать туда. Удача будете вещать. Израиль бьет по Ливану, бьет по Палестине, бьет по Ливану, бьет по Ирану, бьет по Сирии, убивая. А мы, иншаллах рахман, до вас еще дойдем. Я это знаю, потому что всю свою жизнь я готовил себя к этому. Мой меч всегда будет при мне, иншаллах. Вот все представители русского мира, представители потом полностью, и их поддерживающие, и их там все сторонники, они выстроились на одну линию, как мы видим. Вот тут даже к гадалке, к бабке не надо ходить, все прекрасно, на лицо видно. Другой вопрос, кто у кого там, кто через какими методами туда в это дело, да, там как бы втянут, да, кто какими методами в это дело
к этому делу причастен. То есть там кто-то по работе чисто, другой там по денежной составляющей ведет эту пропаганду и так далее. Вот это точно как бы мы не понимаем, да, там не можем каких-то доказательств предоставить. Но то, что они четко все на одну линию сейчас выстроились, на русскую вот эту, на линию антиеврейских настроений, вот это вот четко просматривается. Жалко тех недоразвитых эмбрионов, которые верят в эту чушь и вот слепо идут. Два лучших лидера, которые есть сегодня в мире. Один христианин, Владимир Путин, а другой мусульманин, Али Хаминеи из Ирана. Я не шиит, но когда я вижу, что кто-то восстает за истину, я обязан это отметить. Как одинаково все поют, да? Маша, Алла. Древний град Мазендера полон алчностью невежды. Древний град Мазендера, твоя опора — это зов твоей души. Мазендера нет от безвинных ран, полон алчностью невежды. Древний град Мазендера, твоя опора — это зов твоей души. Узор мирского — это просто миражи. Не упрекай себя, что срок земной так краток. Не ты писал судьбу и выбирал не ты. Ты лишь скиталец на дороге бренных дел. Весь мускус выпитый, кусок последний сел. Ослабли ноги и открылись с ними язвы. Бальзам прощения, и я помолодел. Твоя опора — это зов твоей души. В храм покаяния спеши, мой брат, спеши. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Teipon mjuukaitsani. Да-да. Дела.
Beduinu taipa. Tas on terrorohvitseria. Tas. Интересно, послушайте, я еще много губанду, мазать. Что его сподвигло на это мысль? Какая мысль пришла, чтобы написать такие слова и спеть песенку? Persir šeit lokšarju, vai deiš bēkan. Šeit deiš bazbēš. Да, еще добавщик, да, болса, боже. O, balpas, viņš ir bokšbu. Juhu, dabēknā, tā būkšu, nu, pēc. O, kažā tāds bidu, o, Irānēr, vēna kažā prosti, miču el harhu, вообще, visu tullu šočval. Lēmas, ka ir dēļīgs. Да, как-то одинаково они все начали петь под одну диктовку. Hoqlan kažā, panti, harhu da, hoq, bērjā. Visu tullu šočval, šieg, šāļ, šočvalš. Polne do izjāts. Vēlēts, vēlēts. Biču paketu vēl rečval. Viņš وبدأت تشتغل هي دكتور قيس أنا جاي فرات أيوش هر يعني هر هدا إيراني ناقشة از هرش هدا روسيانشن إسرائيل سالم بوي روسكي إسرائيل ده باش بس وايد هاي هاي он сам уже мечтал уже удержу вообще понятия полный бич пакет лишь هر هدا وارد خانم حقوق حقوق القدس بحقوق عربيس طلوش مواد حقوق لك это что Да, но при этом, при всем русские, они вообще ни при чем. Они как бы не против евреев, они якобы не антисемиты, они не антиеврейскими настроениями обладают там, ну, или у них нет антиеврейских настроений. А вот чеченцы в лице их пехоты, полностью их на 100% исполняющих приказы вот этих вот личностей, эти личности, у них и антиеврейские настроения, к ним, как ты вот сейчас сказал, который бублик не может сказать, Кадыров, там, накачали его чем-то уже непонятно, то ли сам он уже слишком нажрался наркоты или чего-то, и не может бублик сказать, к нему приезжает там высокопоставленный какой-то чиновник, и якобы там встреча какая-то происходит. из Ирана прошу подчеркнуть из Ирана именно в конфликт Тайванечен Иране والحكم سانجويتش а Путин вообще не в курсах ногти бук как обычно отдельно что это умшливаш. Да, мы, понимаешь, мы на грани грандиозного шухера, ядерной бомбы Аллахуди было. Нам как бы остановить эту ядерную войну. Тут у нас вот глобально геополитической системе ЮКВ, между прочим. О, худеет, правда, делать не какой-то худеет.
держава. И всегда начал ядерный enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Ё-моё. Смешно, если не так печально все. هاقنا هو داتن شارع وقت شيء حواتنا. Младерцаница. 5000 самолетов одновременно шляпь. Повоз, сбитые дыши, дыши боже. Кто-то ему бил это в голову. Аллар, Эсвин от Дон Арчан как раз очень хорошо он зашел и показал, как вот это работает. Точно так же можно поблагодарить и вот этого Мухаммада Додик Аль-Фаед, по-моему, его звали. Тоже хорошо. Как раз четкий пример, как действует уже жертва пропаганды. Очень удачно удалось преподнести, да, информацию, что происходит, как это все работает, как одни в общество забрасывают это нарративы и как на других это потом влияет. Да, вроде взрослый человек. Всего услышать такой бред невозможно. Лукашенко у Хамаса что. التي كانت في الكتب المدرسية. لذلك لم نحن نشعل هذه الحرب. ضمائرنا نظيفة. كيف أن بدينا الأسلحة البيولوجية أكبر محطات الطاقة النووية. Дистил, насеется. Ну, листнул. Подумал, что он может это выпьет. Marshall Damasarga. Маршал. خلي في ايش المتاح ناتنا اصلا. Ainda só de nós que eu conheço no YouTube, John. تيجو ارتري لحقي في ماتسون فرمتي ليرسون تيجو. Мясо нужно. Пехота Аллаха что-то обмельчала. Бесплатного мяса нету у Аллаха. Мясо закончилось. Ens deģelo šubošnis, ja tiem daivoličani, debils metodi rustažim. Deģel gučvēl, monēdu ožvoja, mēdi udoga, lauesam, aisa ginetanāt jāhvēkšošin, dabuļu šagva. Uzēš polne puh jāci daivoli šīheč, edīts buļu dom. Polas dīnusienš, un ins gurdošam dupi. خلي لو طمع عندي ايش فرانسوسكي سبيتزا ضربة دير قطع وابي شو Tultā Sīrijas ko šur Sīrijā mūsnēni četens godā Sīrijā уже гучу долго гина бо инц гучу бо сега ма бо это париш. Аласан активиацинс. Это сейчас люди видят, что жират прикош, что это гичи уже
debiilish gezgi avaqchil duqyat deyil ayet. Yem duqyat. Ha, Isa avlati, Isa политика, сама хайт. Дебил, бат, но все равно я считаю, что вот эта информационная работа, она информационно-просветительская, очень хорошо влияет. Потому что все вот эти 100%. сторонники исламских государств, которых пришлось переобуться, которых мы переобули, уже откровенные вот эти вбросы не решаются делать. Некоторые феминистов переделались, другие там начали возглавлять ансамбльные оркестры. Все равно, Рестораны рекламируют. да, все равно вот это дело, оно просветительское, очень хорошие плоды дает. И Ибрахим, без жертв и эффективно, Бог. Получается да, так, без жертв эффективно. Нормально. эффект есть. Просто deq ersen arçal naqoy stan televidini qoy şuq televidini qoy şuq kanal işte o milyonlik kanal işte o lüleli jonor просто de وين يا خير سن اريد قدواري نتش بلاري полно ке пух да я не сташо твеш модер пол доле поперек как да ятет можно شاش ودنا تعيات خايتات يا عشلي لترير كويس نستنشره شاش مبشي تعني интернет чуёлацы аж Путин сан киевчте языны гятиш голубой почта веш конкурент что я это интернет вообще ялацы аж говорю элчи Голубиной почту. и посольство ну да скажу что о как голубиный почта голубятный все курятник сейчас свои башни сейчас хамакача не шею я гош мои И самое и конкретные претензии сейчас Израилю не высказать, я и не самого сатана. Вот асвел. والله ايش يا كان وجا ايران ايش الوقت بتلاقوا ما زال Мазударанский, ты гори. Халиф, кейс даст это азбука морда часами кнопки эти тик-тик-тик-тик, можно передачи или вот. это 1% 1% ويقوم قدامك ده عشان عدل وخوخة ده problemas pessoas elas chegam aos fodikne zathush ashpote فديش استوش ده علشان عارف طبعا غاري شوية ريتس استوش دي ولا دعمت بوشوش وقت حي أوشوش непосредственно هشاب وقت كيجن أشباتش بوزا بوش وين شو دي كده عادي تاهوش نحمو بوين زادين شوية صبيعتا أناش ونهوش فودكني ستوش عشبون زاسو Sen mi Java, isto тоже по теме войн. Ицел sa tem humela degeit. Ибрахим, до это 10 человек останется YouTube ролики нет. Илон Маск это политическое убежище ехал больше здесь он в России. Что? Да, да, ел иткам говорил. И в этой имеется, в любой теме имеется другое, да. حلوين مش ضغط الرادار شديد على بعضينا لا تشكر واجد أنا ضاقهم هذا ميتين شيء يورو تاع رجعت قوات مش هذا شو إذا استمرت إسرائيل وهنا بيرق شيء هذا في فلسطين أنت إيه هذا دي في إيران يسري إيران هذا شو هذا مين ياهو هو من ورا هذا هو إيش مثلا Putin sam pobunker med blir så kul så det där.
Eterlai. Eiterlai switch būs vēl mošā izlāš mūžiķi nasīvoties. Tā, ne? Šā viscēli mācons, jo vācēsos, un šā конкретные Израиль нёл претензии шей высказать. Шавеги, амел дечхайна хауша, и посылы, и наган яшел. И خبع في دين قام خبع سوء أدم أرداكن وجاي بيلوش دين بيش يشادوهما غاسق شديد سادينا صعيرة إسرائيلي صع فلسطيني صع إيراني بوش يتيم دايا بيرشكو ناخا تغن شيء конкретно делал да вопрос что у меня нет никаких проблем вообще нет проблем со цифризацией доллара и со чипированием со урбюч да ахач Horше, саммагне да еттена, кутаева вег тузик вег так табу хамл бу фукса. Белки, Белки, так Закаев, шабеги бу, что есть, ма да еттена, на Закаев выступать яшу. Израиль нападением на Иран взял позицию в сторону Путина. Представьте себе. Сколько худуется, да, Сен? Это подростки шли, Мария. Инаха бегал Кадыров, верш, Кадыр, Путин ставленник смукой, марионеток, но сейчас. Еще, хоть сам дёргу верш, аккадо, личные враги Путина, шавги, сан могли дать, сум что интересно, душа хата, сум са жваплуш, сау, что сум. Но Аиза, Аиза 100% разложить, иду и по полочкам. Аиза, а политика, конечно, что иду, бузовденным, цедов заром, политик, мол, ездил. Уэлдера Израиля, лец, вандин зина шлица Израиля. Vai muastra mazliet nolicēja. Vai granice abāci nāka, pajūteši tos, tās vaina, masit ezir kilometri gēnā būs, auen bomni šitin bāc, vai bēršdei in bācis, vai bakhinā vai in bāc, vai zudrija izinā bācis. I vai zudrija izinās bērš bakhinā vai nas vai nuš buha, irās qibu sulhaus, di habākin arbu vai bubokš, bērš sārā khadīrini hum. Tālēs dīnā, vai tā bahandūties nāhan, vai mastolūties, votstagia, vai mastolūties. Sellegots, vai dēļ Zikštāne tā konflikta, un mek Zikštā zopsonlična, čā hazā. Halīciš. Un jop dāts, was man tā āršūšā veik, barkaus un dērēs. Do Aisa alatvāts un 100% ēderi. Настоящий мужчина тот, кто знает, кто его настоящий враг. А гонахана враг милуат хасто шукан. Харушун, харюцеру, шардушун. Шейгера шеймасто милу эла цабахуш. أصبحن زيك أبشاس لوشين صار فلسطين صار دي فلسطين أتسويش نخشوا يساتسو واحد أولا دا أخير مهم ديت وحنخشوا واتسا نخشوا من دوك نزات هم دينوش دواشها فتر محاو يسوى محاو شويتنا دوش ألا وشول تقوات هوني سوني فلسطيني تواتش دات ونخشوا شويتي شو دا دور تكون دات وحي ماستو منو خاتك لا نحن وين نحن جدت واش قليل مدات شو بيحكيش أربعة باتي ومنتي فيتش شو اللي يلدو شو نحن ما بوينتي شو هو هم يعيتنيا وما دنيا نوختشون فلسطين المسكين هم يعيشوا يتيقوا بوليل وأفردلتنيا عقوش بمو هالدر تقوي شتو هالناخ بقى الدنيا واتجح هم يوتك وقت شاول نوختشوا شو دعوة يغلق هو واشوتو هاي ما تخلال هو واشوتو وما يوتكل بايس ديك دوكولي هو دينير ايرويل سو وجهت وقت سو كيوم دات اتبيوخ الايرويل ديونال نيسيو غيرولي دات ويل اسو YouTube Kiegos taču
Масит Генасон, палестинский царь и лидер, царь Бог. У нас нет никаких проблем с этими, с евреями, с иудеями. Тот да, тот чисто от Израиля галду Бог царь, израильтяне царь. То есть против государства они типа, но не против самих евреев или иудеев, или христиан. Это все наши братья, мы их любим, Бог царь. А Красный Кавказях, Кавказский, Бузулдах, Анюках, именно и Жюктюбу Алчтеш, Хулк, вой гунядник, святыни, вой мусульманский, вой ваш Бог, из Палестины, проблем шесть и изош. Санхайтиш, интересно, вот с палестинчан, христиан, иудеиш, дук безе, аканхах, уж деш, дуйтиш, царе. Не, проблем до чипирования, цифризации доллара и вот что до какие проблемы, а и проблемы. Изве, бусул бошуре сам. Her kуда üyeş hukukun çip yuval. Değerli. Her вообще, я да и бака, он чипит, а и цифризация доллара к нему какое отношение имеет просто? Чипилы. Sana buzul çuğa. Kutnik li loş verşol. Ибре, какое он отношение к чипизации, цифризации доллара? Это Мухаммед Алфазан. Даже если ему тут вставили, это как бы свою личную неприязнь тому, кто его вставил. Да. И 100 грамм это чип, да, что и я он вот цифризация я да, ты он вот у меня, Ne esem çip даже yulş olacak. Hokun kuda yulşuyor. ну, Bunu kanıyor. это он, он к чему он относится дома, он вот вообще вообще. Не, Хохомно, Таузышинц, Даунза, Бюска. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса. В 90-х годах, ассаламу алейкум, в 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкерийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант, зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевский. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, иншаллах, это и есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция – это Коран. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское управление вводилось. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником введения шариатского управления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Мило, отки, собака, Аллах, это собой, Аллах. Халиф, это была один костекский Латвии. И Рамзан, да, мог свой чанчанг, он распустится, да, но сна, да, тихо больше, что и Амад Альберт, бука, нахла, будете. Не, тут просто вот в ситуации разницу. Вот эти всякие Дон Ахчи, вот эти всякие Кутаевы, они навязывают вот этим людям, да, как вот это Додик Аль-Фаед, что чипы вот это им вставляют, то, про что они говорят, что это нормальная реакция, весь мир проявляет такое негодование. Вон, видели, Роналду плакат поднял, вы видели, Грета Тунберг туда поехал. И эти начинают на этом как бы, ну, поддаются, да, их вот это пропаганде, и они воспринимают это, да, вон они что же так говорят. Дело в том, что еще раз, 100 раз повторяюсь,
даже европейские какие-то политики, либо организации европейские, американские, без разницы, которые критикуют Израиль, они не выстраиваются на одну линию с вот этими, которыми в одно место чип засунули. Они сразу абстрагируются от них. Вы вообще дебилы, мы не про это говорим. У нас тут другая тема. Мы не о всемирных заговорах. Там среди нас тоже есть там и евреи, и всякие, да, которые недовольны собственному там соотечественнику, критику делают. То есть мы вообще не на этой теме. Потому что эти люди могут трезво сделать критику, еще раз повторяю, всем исламистам, без разницы, евреям, кому угодно, где какое-то происходит, по их мнению, да, там нарушение прав. Единственное, в отношении чеченцев никто это не делает, потому что из-за вот этих чипированных нас всерьез никто не воспринимает. А так, отношения других, они где считают, что там нарушение прав, что-то такое происходит, и там они на этих позициях критикуют ту или иную деятельность. А когда тут чипированный выскакивает откуда-то или какой-то игиловец, и с ними на одну линию хочет выстроиться, даже эти люди, повторяюсь, которые критикуют, они абсолютно отделяют от себя вот этих вот невменяемых. То есть они их негативно к ним относятся. И вот так во всем мире негатив. И вот эти все, кого зарядили сейчас на вот этих темах всемирных заговоров, на чем не стоят люди, критикующие там Израиль и других, они не стоят на этих темах всемирных заговоров. Там, да, там есть какие-то, которые чисто за деньгу, за арабскую или русскую деньгу пытаются эти позиции там, продвигать. Но нормальное, вменяемое общество, которое правильно или неправильно критикует Израиль, они абсолютно не в таком ключе это делают, как вот эти вот чипированные. Вот изучи, а потом можешь точно так же покритиковать там террористов Хамас, точно так же можешь покритиковать. Вот недавно то, что в Сирии расстреливали на людях, оседлали их, катались из-за того, что они не их конфессии там, из-за того, что они как бы инакомыслящие по отношению к ним, расстреливали там, вешали, я не знаю, там издевались над телами, все что угодно там производили, вот это тоже не приемлют. А вот эти чипированные, они там как бы уже до того на этой пропаганде сидят, что они говорят, правильно это они делают, а вы вот так вот сделали, поэтому они тоже делают. Нет, так это вообще кардинальная разница между людьми, критикующими в цивилизованных странах, там, какой-то там израильской или другой политику, и вот это абсолютно, этих вообще не то, что там критикуют, а их вообще за их деятельность абсолютно еще больше вот этот негатив, и он, к сожалению, массово потом против нас потихоньку настраивается, потому что чипированных тоже много слишком развелось. Да делать им нечего, что чипировать какого-то Мухаммеда Аль-Фазана. Я просто не понял доводы Донахчи тоже, когда его спросили конкретный вопрос, что он имеет антиизраильского. Он говорит какой-то про сайты госуслуг в России, он начал какой-то бред нести. У них вообще ответа нет на этот вопрос. Не, он просто интригу пускает. Да. А чипированный не понял, что он сказал вообще, и никто из нас не понял, да? И он думает, что там какой-то смысл в этом заложен, какой-то там непонятный. И вот все эти, какой-то Дон Арчи, он какой-то умный, он, значит, понял этот смысл, и там за этим, все, там какой-то смысл был, да. Вот эта интрига, она вот так вот работает.
А вот до нахуй ты когда спросишь, а я чё? Я ничего, я... Да нет, ты на меня сейчас... Я вообще никакой не антиеврейский, не антисемит. Не. Все. То есть я не я чисто, мне не говори, не, на меня это не надо, я же не такой. В сторону уходит, а весь этот негатив ложится в общем на наш народ. Ты отряхнулся и ушел в сторону. Молодец, да, ты чистенький. Кутаев там или еще кто-то. Когда лобовой вопрос зададут. А вот это пускать в общество, это дебилизм, понимая, что общество, тем более, да, те, кто понимая это все. Вот так вот. Ветеран Машкола, Кучва умер, чувствовал. Слишком заняты на сам микрофон. Дистанцию. Aš volio ovdje ladu, som neka acelo je vert, no. Aš volio ovdje, no, šlifu, da. Acelo je, okej, licemeriat. I cerke jahtsahiet. Färre dyrt, duj. Acelo je ol, era som. Nog ursprung dat seri, okej, nog interes jo, zeg meldolum dukkar dyrt. Meldolum. Hence Siriya tuambosh, Siriya tik tuambiash. Yeri, Sirma yeri tik tuambiash, iranski army. Hezbollah yeri tik tuambiash. Ser bayan bu koker, busul veju bu boş, suni bu boş. Kaçak yetş. Bayan bu ter obşek iz bayan bu. Hoş mulch awar barti etkheni şey tatek awa makhalar halat. Nintosh İran'ı yahdwaglosh boş. Hat dwaglaza dwag khilma diyezi tsaduhar ha dwag duy. سأفرد للتسادن سأدوك وساتيش مين هوال هوك بزيتي هوال سأفرد للتسادن سأقول ساتق هوكر خاتسون هو بديت هوكر سادا محا مسار هو لوها جوات إيش قاس يوكران بس إيش ألاس دوتشون ساريز خروات يا استانوس منشن ستوي موش داجة ودي نوتش ستوي أوليش يبزيتي ورزيت تسبحوش أنا سموتي توت كاك وكروكسي كاك ستادا دا يا لوتش كاك ستادا أولي دا إيه يوكر مني وين مسليلوش يلا نوخش عمر بيدن موخر ورتي هدير درتي هدي تشخير درتي ولي ايش ولي اسم تانا هر نعبوش هدير دو بيدن ملي ور هر دبيل شي هر ماستي بوش هدير حمل ورتشي با ساوي جات سوي شوك درتشي خير هر نوخش بوخش هر دويتر دوشدات وخاص كيتا هون يا ريزولتات مير خير دير ديستوس Я хочу ролик один поставить, музыка. Там чуть-чуть он нецензурно говорит, но очень слова неплохие. Я там извиняюсь за его нецензурные слова, там несколько. Ну, не послушать нельзя. Тоже очень хорошо спел парень. Так коротко такое, песня. سلام دو تومر دو الدل بيج او خذا ليسا دا ملابستي دات وي هدا دي زاج وي نوخشل ليلر تا غويت دو وي ولي دو الوت يو ليلر دات ist geit diese du koi und der her mas her yem yo her mas دائما خلشو يبرتي كات يا شيش دليل mas يات تمت يا اوكي سابزي وين كدو وليلر تا وتش geit يش دو كoi هورش غوش هورش منين خليش يش بمات او tam eller وق ول eller وق tan her dayaziner boşlat iş değil yaşıyor şey pozisyonu eliş yoş batır büyürdek büyürdü eliş yoş batır sen de dersen de eliş yoş batır welaş her büyürdek büyürdü eliş yoş oltak her sen düşün her velil ve iş yatçın her vayz doğuşlatçın her vay komans doğuşlat her lil iş yahdüşün wen eliş yoş bolnaq bat saat mukhir wa sen ha mukhutru mel büyükhum giyiz mel litmer giyiz حامل قام سديش خلويزو بيوخل هيقوم انت لا تويليل ويزر بوخشتات
درسا يس ويما يخم نو ليلو نو وي ليلو ده تسندل وي ليلر تا وي إيش دوتي جيت يزدو كوي وي بيخم شوتي نوختي مالك بوحك لوتي وحتا لوتي قولش إيغي يلسمن يلي يخشوتي دوي قولش واخي دات ويل غاوي ويلش ليتي ميريت ياش يلسمن إيش تسل يخوي وي يوش يا أرابسكي يلسمن يستوش За свободу Палестины только полная скотина может так спокойно ратовать. Кто ж вас воспитал, ублюдки? И какие проститутки вас на свет надумали рожать? Те, кто искажают факты, злые варварские акты против мирных женщин и детей. Расчленения, теракты, похищения, ну как так можно покрывать этих бледей? Вот останкинские мрази, сколько льют говна и грязи, вы морали взялись нас учить. Вы бы лучше помолчали, мы всем миром подсчитали, сколько за 2 года вы успели погубить. Соловьевы и Пашковы, Симоняны и Гордоны, вы бы рожи спрятали в сортир. И в Чечне, и в Украине сколько бляди вы убили, из людей невинных сделав тир. Мусульман бомбят всем миром, и талибов, и игилов, курдов, и чеченцев, и афган. Разъебали и ливийцев, но крышуют палестинцев, видите ли, им велел Коран. Как бы вы ни усирались, не бесились и не брехтались, был Израиль, будет, да и есть. Факт истории, скотины государства, Палестины не было, не будет, да и нет. Лишь руины до тоннеля, каждый уже на прицеле, скоро нам дадут зеленый цвет. Факт истории, скотины, государства Палестины не было и уже не будет, нет. От ООН до Тегерана, от России до Ирана, вот что мне сейчас вам есть сказать. Дружной варварской толпою палестинцев взять с собою, нахуй дружно можете шагать. I diker İbrahim. Hayat da bu hayattan sonra İbrahim. O dikeri. комментарий я зокасет Израиль тани. Это вот тани хазхиети дат. Белгар даже просто языч велх шуэл мегидош. Это гват это вот хазхиети. Нохт шен языни. Шейк харумер. وشاشون دين هم ما دات شيت ماستقل هون ليلدو. بوخش دات سان نوختي شو языч اتسل خزخيت. ميلدوك أدزف. وشاشون هودين هو دين هم ما دات شيت اشتوندو. ويتات ماستر قيقين أقوى تدي زاول وي موديز تات ويت نوختش قيقين هم دات. شيء نوختش ماستر ده ويتات قيقين يتعرفش دا فلسطينش مسانات أخيتر. وجدكش تديز وي ماستر بوي دير بات سارم تقيقين وي دوك تقيقواش. وي دوك تاج ماستر كه بروست رياضي اشلوم يلا يا اخي يتكسو ونك كرو جوتكي قامت وي ماستر ما ده جوتكي قامت سم دات يا هو كاري دات شو ما يري لهم شات ويدي تشي باي سوش ما يا شو ما يري لهم شو هربد لما سوي ارتاي الشمس جاي يير لو جيخش دات هرش كومنتاري اشي غوشي تاع دي شو ما دوت اشتياخش دات يازي عم يجي ذات سام يازي يا هريوش يا تو مال دو ماتش كلا حكيم كيم انت ام يا حويش شهر يا تشك ده ما جيت نعم كده حويش ريروش ست كتا هم ما تدو ميجي ان شو بورشلا ميجي سويت هون زيت شو ده شو بيحكيش اربع الا هوش ياتوش ما ياتوش يدش اتلنيسني يا خلج شو بيحكيش اربع اربع موني اردو ايش بيحكي الا بايس يدوك دين ذات وين جوتكش باستل ذات وين بروت شي ناقواس تخير وي سونز ناقواس تليلو ديسك ام ناقواس تو خلخ يدوهن من خير وات على در تقول هون ناقواس خير ما وات على در و ناقواس تو خديش ده حليلر تا لو تان ليلش دول وي جوي جولش اخي تعرفش على غير
İvelveç, üvelş, İvelx, üvelx. Sen gahveş, sen tabbagir, sen halkır, nereye yaş. Ve ne yapasti khirbat. Her kam duhi, şey nokçi uhi, şey oman şey kudalur dutiye. Bu peyden khillur warti eldat, diyelim. İşte akbiye nokçi khirvat. No kanım nokçi mu khili zatha umdaj. Çürdüğün da düç. Ve politika yat ya nokçi çuah. Nokçi khili diyeloş. İmaj kişi, imanış, iyvah geliyor. Ya mola ismi ertsin. İrasi yuhi. Etçuah nokçi itsa majdu etçuah. Tekir watk. Hundalça iyvah atapleni qiyuma aid loras sabar del her majdu ya şu sadirjat ya şu atapleni yeri şu aid huma sabr datçı. Şu yaxşıdı. Yani qoç sadvay şu zakriwa. Taatu uğur واشتق watçı. İli temerştim boli ibarşosun. Şat itsa çumu yaxşıra gus yuqoy. Sekverçu adek harqson. Ta duaş şeyger duaş do şey meneni yoşna ma bat çuya. Neni muqul tulgan wahat ya şotek meni kulli. Bas jutkş da to khaz khiyat. هذا شيء أورو لحياة زوق بلغش بو المجردو اتسنو لوبسان واش يشون هودين وين هودين سير ديتيش هودينا نو عربي عبال بيدا كده بير بك هاوسيش هم ما يخريوش ياتش قوش ما يقومش Насчет вот это Израиль-иранская сейчас ситуации тоже надо подчеркнуть, что Иран как народ, иранцы, их только поддержать можно и желать им, чтобы с помощью вот этой израильской поддержки они избавились от вот этого режима исламистского, от этих мул, и восстановили вот это государство, которое 40-50 лет у них назад существовало, нормальное, цивилизованное государство, и свергнули, чтобы вот эти существующие идеологические вот эти вот группы, скажем так, да, которые захватили власть в Иране, чтобы у них все наладилось. Только вот это можно пожелать, как иранскому народу. Чтобы вот эти русские друзья, всякие аятоллы, короче, эти муллы, они взяли их к себе в Ростов. Туда там их останки и вообще, что от них останется. А вот эта ситуация тоже, вот евреи должны знать, информация тоже должна быть у евреев, что некая вот эта автономный городок, который в Чеченской республике сейчас передали палестинцам, ну, каким-то палестинцам, да, якобы, которых туда завезли. По сути, там и сирийские работники в Сирии, вот эти там сексоты всякие, которые с русскими работали. Ну и палестинцы там тоже, соответственно, есть. Вот до того, как еще напали на день рождения Путина на Израиль, за 2 года до этого уже построили вот этот, по-моему, за 2 года, да? Если я ошибаюсь, можете меня подправить. Еще до ситуации вот этой, до того, как напали насильники на Израиль, уже заведомо этот городок там построили его, и он как бы уже существует. То есть это тоже говорит о том, что это уже было как бы в проекте, в планах. И этот городок нам впоследствии придется аккуратно его переселить. Не из-за того, что там каких-то беженцев мы не желаем на своей территории. Беженцы после восстановления нашей государственности у нас тоже будут, скорее всего, да, иметь право проживать, но беженцы, которые у нас будут как бы считаться вот в статусе, то есть с тех регионов, которые
действительно нуждаются в нашей маленькой республике, в нашей помощи. То есть это нам надо будет определять. А беженцы, которых привезли из Палестины, миновав всю Россию, да, пролетели мимо Нижнего Тагила, мимо всех мухосрансков там, и взяли их туда, на нашу территорию, нам посадили, вот этого добра нам не надо. То есть это будет возвращаться русским назад. Русским там, арабам, кому угодно. Потому что мы будем рассматривать там в дальнейшем, нуждаются ли люди в убежище или нет. То есть люди, которые с Русни бегут, я считаю, что вот более вот эти вот люди будут как бы приемлемы, да, там, для беженства. То есть для режима, которые бегут действительно от диктаторской системы, и которым негде больше найти убежище, и он там к чеченцам за помощью, которые приходят, вот, у них, короче, очень такие веские должны быть причины, да, на то, чтобы их приняли мы. А люди, которые миновали все арабские страны, 20 с чем-то арабских стран, огромную Российскую Федерацию, их степи, поля, там, где можно таких городков тысячами настроить. И взяли их к нам туда, запихнули. Вот эти люди, это абсолютно не как бы волеизъявление нашего народа, не наше решение. То есть этих людей надо будет после того, как мы с Россией полностью уже там отношения все как бы будем налаживать, да, уже. Кто этот микрофон включает? Я не пойму, не дает высказаться. Жду. Ты хочешь что-то сказать? Это легко решается. Паспорта, гражданство не дать, и все, пускай уезжают. Никаких льгот не будет. Они уйдут. Да, когда будут решаться наши отношения с Россией, эти их люди, которых они нам туда завезли, их надо будет возвращать русским. То есть им нужно будет... У них же культура одна, они даже песни поют вместе. Они вместе призывают насиловать украинских женщин. С палестинцами поют вместе вот такие песни. Как раз у них одинаковая культура, насильники, мародеры. И им будет намного более ужиться в своей среде, более подходящей. Поэтому я надеюсь, что в Воронеже, в Нижнем Тагиле, в Мухосранске, там, в Питере, в Орле, где угодно там, в Новосибирске можно будет большие городки палестинские построить и туда их аккуратно переместить. Ну, вообще, мы тут часто тоже озвучиваем этот проект Палестина, его давным-давно пора закрывать. Зачем с этим проектом играются? Вот это вот непонятно. Зачем бедных палестинских женщин, детей, стариков, мужчин, зачем этих людей мучают? Зачем из них дают делать вот эту вот разменную монету? Зачем из них делать вот такую вот среду, которая потом спекулирует, которая потом как бы обслуживает антиизраильскую, антиамериканскую геополитику? Зачем это делать? Зачем, зная, что эти люди, они полностью подвержены через вот эти идеологические, там, через всякие пропагандистские вот эту вот среду, они подвержены конкретно тому, чтобы их использовали, зная это все давным-давно всем миром, пора, не надо играть вот это все финансирование, которое туда поступает, которое умудряются все, короче, перенаправить на
всякие изготовления оружия, всякие там террористические акции для того, чтобы там копали туннели, да, чтобы всячески гадили, вот это все финансировано, его направить в правильное русло, этих людей где-то устроить. В России можно им автономию построить. Самый хороший выход, самый отличный вариант, это не то, что в арабских странах, а в России построить полностью автономию палестинскую. Огромная территория, просто места девать некуда. Они беспокоятся друг за друга, постоянно поют песни, постоянно там поддерживают. Русские выходят, всякие проводят акции, говорят о своем братстве России русско-палестинском. Ну, самый хороший вариант это у них культура похожа тоже одинаково. Уже давным-давно. Кто хочет там в арабскую среду их туда переместить, заплатить арабам. Вот за них, в частности, очень сильно переживают за палестинцев, постоянно за них пекутся. Иорданцы. Вот иорданцы постоянно помогают палестинцам, очень сильно они их любят и очень сильно, по всей видимости, они их поддерживают. Вот в Иордании можно было бы туда хорошенько профинансировать, чем годами вот это снабжать вот эти всякие террористические акции, там постройка туннелей и так далее, которые потом в итоге все равно все чертям собачьим там раскидали. Взять, профинансировать, и пускай в Иордании там арабоязычная среда, они сразу могут там интегрироваться. И все эти люди нормально жили бы, как иорданцы. Нормально воспитывали бы детей, никто бы не погибал там. Просто полный тупизм вот этого цивилизованного мира, который почему-то никак не может остановить это, понимая, да, что там происходит. Взяли, разделили после возвращения там бывшей английской империи, после того, как начали возвращать коренным жителям пустыни, кочевникам этим, их территории взяли вот это вот. С курдами тоже поступили неправильно, там взяли, разделили их территорию, отдали часть Турции, там Сирии, Ираку. Зачем это делать? Потом вот эти конфликты, надо завершать это тоже. И им нужно вернуть там то, что им принадлежит. Палестинцев надо устроить. Просто правильную политику провести, и все, люди не будут страдать после этого. Да, понятно, что это так несколькими словами не решается, но вообще ничего не делается. Вот так просто, чтобы сидели, эти туннели строили годами, все это видят, финансируют этих палестинцев с европейских стран. Там всякие катарские друзья русских, их жамааты какие-то, их там религиозные вот эти вот идеологи там стоят за этим всем. Иранцы там же сзади стоят. Именно вот их режим вот этот исламистский. Все вот это видео берут, вот в это играют. Еще там какие-то акции сейчас поддержки устраивают непонятные. Давным-давно пора было вот это решить все, и никаких жертв. И зачем этих? Сейчас там вообще невинные страдают. Целые поколения допустили, чтобы взрастили там вот эту среду, да? Зная, что там мелких детей даже воспитывают в духе, как надо убивать евреев там и так далее. Потом это же выстрелит все равно. Потом эти мелкие дети, там, эти же женщины, все же потом страдают.
И потом исламисты, и русские, и все ублюдки, которые на этом делают свою геополитику, начинают трубить во всем мире, там мусульман убивают, как будто бы они жалеют там мусульман, как будто кто-то из них, женщин, детей там жалеет. Вон у идеологов четко прописано, что там по хадисам, что там дети, женщины, которые во время нападений там невинные страдают, что это нормально. Они тоже из них. То есть вот эти вот возможность для маневров вот этих спекулянтов, которые спекулируют, ее не надо вообще оставлять. Зачем этим заниматься? Вот непонятно. Давным-давно пора закрыть этот проект. Палестина давно должна бы стать внутренним делом Израиля. У меня вот такая позиция. Не из-за того, что палестинский народ, вот эти арабы, имеют право иметь свое государство. Нет, они имеют право иметь государство, но мы четко понимаем, что такого там не будет вообще. Что там цель не построить государство, а там цель не дать построить евреям государство. Вот что там какая цель. Поэтому вот этих людей давным-давно пора расселить. Да? Им нормально жить. Вон эти самые иорданцы живут, их поддачивают, их подстрекают там вместе с русскими. Египет их подстрекает. Там Ливан подстрекает их. А сами живут в своих государствах и не дают им даже через границу пройти. Даже организации, которые приезжают туда помочь им гуманитарно, даже их туда не пропускают, ни гуманитарку, ничего не пропускают, но они их подстрекают и потом сидят вот так, как шакалы со стороны смотрят на них. И потом еще начинают спекулировать в ООН и везде, в международных организациях. Вот женщин, детей убивает Израиль. Это не остановится. То есть этому нет конца. Там нужно это закрыть, этот проект, расселить этих людей в России, в арабских странах, чтобы они нормально устроились и жили. İbrahim haberci istemiş. Выставил. İnce geografi karten taşı İsrail, İran соприкасательства. Yok ya Сирия, Ирак, Байс. Yok. Там несколько сот километров. 1000 километров ютем отсюда. Иран, ну, Израиль мост oldu kayıkın. Şeyler, ya konstitüsya yazan İsrail хилиеш yatsa. Значит, мост kayıkın mı du? İsrail İran o vendiyashli guştur Husiç. Snabjat biash Husiç rekeç teyat. Husiç sa bekar boşnabat. Sanxen цивилизация хилатига. Магомед Вали Йеменя. Цивилизация. Ну, акумш. Husiç godyash rekeç. İran olmuş. Hizballah'ın godyash. Hizballah stamba biziter. Hizballah dego atır bolna. Hizballah teri madu İsrail priznavah diyor. Hamas priznavah diyor. Hamas normal ayar çok ipodzemni tünel ger şumşina. Gaş İran'a ger gılotesa. İran İsrail 11 yıl vurmadı. O gaz ki İran adayeten İsrail şey ger gıloli atacağım bolş bol baş. Haja Hamasto Husiç bu. Vurma gene boşun Husiç. Tam 2000 kilometre elmege. Evet, vurma gene boşun. 1000 kilometre İran yuşun. Şimasto yuşun Hizballah yuşun. Hamas yuşun at aşvoç. Ну, короче, это садятер Израилу, сом тяцоли. И Израиль лат маду история амечи хонису от этшола. Хонису еш вац ахсон са дин дитвол чодо са эл эксуми твол сон хотак кетер вац эл экс мат диндо хаж шашмет каякч бедина дати арбу мет килаят. Вай хордин терекет ят sayat. وصار دد يزك ديش دقسه سون خس خيت. No, du ene mirne nachbe.
No edel İran'a dol hüti. Et İran'a bol edmana etkirdüşün. problem şnayı örüşün. Mesela o kirdüşün. Hizballah şey metti at erun da sponsor khir wat Hizballah. Hamas at erüşün sponsor. Husiç at erbuşun. İran mı? Melun kegwaş. Es eddi hayolmuş. Хал бяхкобу. И терпеть я 79-го года и бьёхали, я понимаю, 5, 6, 10 лет я такой, но когда 40 с чем-то лет, тем более, что историю, санхена, империя, амаду. Это келлаян, и даю рёш, рёш моя, и хамени арбохом шат, даю лишь рёш, су низ хетти. Справедливость хлиеш мою. Hoca eyvetüç, duyar İran'ı kusiç eyvetüç. Akarsa nokçi bu boğuşul her tam şey layıyor sen erkek diyor. Çıkız hiç. Yo İsrail, İran diyor. Yel hayır. Ne şu ye huyu. Tu etam ola edel hücer du tertik. Et İran'ın şeyin etki. Et halkın etki duk. Ne mola diyorlar İsrail. Onda şey mahka bu şey bah hiç yok bu. her nokta şey mahkeriyor diyor. Hoşa sen segat diyor. Ve hay mahkeriyor duatso. Ve li humu hay mahkeriyor. Hay mahken sen segat diyor. Et arbi mahkuati sen esbolcun. Hay severze hay mahk bdara lamazda hay mahk biş wala. Ahudu Avrupa hay arbi mahkaverzen wahti. Hay mahkaverze wahta nokta watso. Hay mahk tabiyazon. Hay qoman segat diyor. Hay mahken segat diyor watso. Tsawa salam. Segever zi wahta hama qalder datso. Khuz wiachi arbi mahkar wahti hawqtu. Majblu khshit arbi segever zi wahti ay arbi muatbiti. O leder noqchi wor. Undach haqiqatan dabelha. Amel dol iyumno dabi ahma bu ha noqchol dayak kirmay hona ma noqchu mlattur leder noqchi wuk. Sundel bayni Israel o hitsat sadiyat natiyat walsum. Wa bisha gota ishuch. Sar qibit atabit hot inwachwa. Nello cienočo ubežišje je zacer. Deruk. Bunkeruk hor časne cienočo kvartetu bunkeršje je zbukuš. Vakar adda im prostin majace. Hor her busul bibo her biyokuş bitse bir şey. İsrail şey mahka ayışyoş batska. Her arba yon her mello dürdi hadekkan. Seyrni Afrik mel hay. Yakak ezgitu hokketi hayakkan. Her melli kuzayuk. Şu ye huyu ha. Hoş nerede metti ayışıyor şu saygı kokuyor. Da İsrail şey mah ayışıyor batış. Ve istori hoş mu dueter istori amayın. Tabol çerim taami var Arapski istoriyaş amwaş aş ve Arapski amin klinik amine. Hoker Arapski türnüş amwaş aşıyor. Sundel şu nachte hulk şu. Şu ay khiriyat da iş dakhıyor lir yok şu. Ez golş diadat. Halot dakhıyor. Duy. Verlisin. Od Koran çuay İsrail hakkın yok. Sahir severler. Koran çuay. Palestin bu sana hak bin. Походу получится, да. Палестина это область истории, тиги народы море, тиги хабяхкан будет Палестин, я сейчас могу ошибиться. Второе тысячелетие имеется до нашей эры, второе тысячелетие, не столетие, как Галверу, тиги хабяхкан будет. Хоккер бяхни, этир бяхни, эла, уже народы море и Палестин. Her hokan отношения шна, бачош арбуэбу. Как те же арабы, Алжирия, Ливия, Марокко, бачса, хербайс. Tuş bahçe arboya da bir genç. Şu lattaş derumal Egipten sen yüz. Dünyanın o şunu galnaş yüzün o sen arştelat. Meldum koç duaca yerden Egipten sen yüz batış представьте. Anoq habali. Ve hent asbaşo tsawot khaso say noqchi dwaglosh noqchi uso say dalush dek noqchi qomanda dinas. So say tsawo ish şu sebetten Palestin habali. شون بالين هوكير مش بوكير بيلو دوزل شبون بالينش سو سي محكر ولا يز محكر سون اوغروشكش صاحبو تشيركوچو يخ سو سي محكر قد ثبت الفلسطين حبال بوك اي حبالينش منش بو ها يغاسكي ثاني واحد يغاسكي هر تير بل هر تير اخوات هر بيخم شو سو سي محكر شو ايش محكر ها شو بتن سمت الفلسطين حبال بوك اخ سو تير دوق بزويش شو كده
سمعت الحنبالي فلسطين تعرف دوجس والويشو هر نوخ يبو هر ساجيزري يتان يوحكاي لوش وقع يوش يليليش دوش آلات ياش أتعمل جات أو يشو هرو يشو تكله أو ده مت وده تبورش خلا سون حقيقة تام بورش وات هي تتاه تجيب مؤني تجمع موتي جورسو تجيب المؤني تك هي تتاه العينا يحتوي تبورش وش حقيقة ولا تمر ده دوش غدر مدو شو ده دوش لازم نوخ شام واحد اللي تمرت ديش يدوك الدنيا هاي غلق وقر هاي محك وقر هاي دش داخل واتسو وندش مجمع سؤالي بخاري سؤالي حديث دري هاري تورنش كلادوش ديال روقه محكن هم تابيدي عن خروات إيروات أنا هاي محكن أنا محكن أنا أنت بيزر نحو اتفيسكيوك يا أنا كنت شو يا خروات وندش هاي محكن بيدي عن روز يا هذا فلسطيني إيران هاري بوخش إيش تقول باللي روقه إيش بس دي روقه تقولش يا أجو لي Palestinović lila ruboga. Zorg حويني تجيبيرو. As Esteban weiter. И привив к Шешхена Цевич, Дахалбой, Ва, чипировать беш, Бубей, Бреш, Будах, Бурш, Ишил, Маюх, Чубюх, Шаеч, Лилш, Борсун, приход дела, чипировать му, ведь му он уайл сажим мет його гейцер тишел, о чипса, поддержки я гейцер тишел. А ты он хачуат и чипшел, раз юхшолах и герса туешь порция. Да, лакбарш, кати цахайх, сьюз бала цахали. Чего сказать, я просто ده хочу... حديث حمديث تي واتي يدو نبو Ветеран Хасуду Хайрон, это был и Палестин Шбас, за новый дик мебелёлш, дик жилё хумел, вах еще на болуш, цан бол хлит бол, нохче да тотте, алап далмадез дал бог, нохче гарсен фонд Аймани Кадырова хацадох, ак бол беш бол. Чан горбата по 50 тысяч лбов, цебершка в школе, цакапек цевак, учебник бесплатный, формы питания бесплатный, а ног чигар, каждый шаг вправо, шаг влево, аж на что уж аж бу. Маршал Дашук, матышина его, чё? Да, наш теж шабер за Израиль. будет не всегда. مو ما فون عايز بتشوتها لما أحسن Смотри, чувак. Занят его зачем? С женой молодой, лимон, Алхаса юртарцуа ворма уцанар вуй. Хаса вертороса. Угар доктай пиоды глутига после эки. إخ كم Эйпан, чёса, док мёрду, жимёрду и цехеанса. إخ كم تيبلت إخ تكون دو إخ تكون يقدوش تيبلش دو هرچوي بوتيجا جوي بوتيجا Ибраем, собор 20 минут. Сюек хотейпан нулу эл, асхач сотейпан эки у элак маситтаму. Ну и что из даже إخ вот сугуйтига ашвал, например, нахчмахт твой тупан юпер нахта
уже как бы... Бог, что он сахар уж эхты юка, шей тайпан что, а так тайпан эхты бог, что он сахар Соном хз. Сюег Эллах излечится. Ну ладно, это не суть. А Ну, мхутей, что тебя. Ишт ол из, например, тукам ол, тавол чё, тайп ол, ще тайп должен считать. Ибраим, Например, тукум харденец, хотей подмигу Элхач, эсэм цэлсун, тукум канун канилч бихуил сахия. нет, у некоторых, например, терлой, как бы, стеймик дуется, да? Терлой это тукам. Но большинство говорят, что терло лучше. Да? Терло это в свое время как бы тайп разросшийся в тукум, да? Ищет ситуацию. Ты точно так же, с чем ты там с эхты, насколько это, я не знаю, сундел, таблчар, дублировать, то есть как тайпа ол и как тукма ол. Ну, все равно это не суть как-то. Сутахамца весна, что-то пропустил я здесь. Я хотел просто у него спросить, сега, эх, кибоцер, шкитай, подождуй, сега, их идарса хаттер. Ду, сега, эх, бо, чуш разные тайпнеш, буду, чон той, бу, зан той, бу, разные, наш макоевский упебош, веш бу, эх, ты упебош, веш бу, разные тайпнах, на, бу, просто мы привыкли, просто духах там, Болчухтерду, поэтому и что чеченцы, акинцы, бошта, и что делать. Но сейчас все-таки пытаются это в правильное русло переправить чеченцы, ауховцы. То есть акинцы это неправильно будет, а ауховцы это будет более правильно, потому что на территории аухов. Son was sawar si kasa yurtar nokch wariz taypa na wardlo wariz. Las bo wardlo buqi kasa yurtar tiga eqi bat shabirsh bat der bo eqi bo tilqi ish taypa shmadu gunway boiler tu tiga eqi. Цута хотайпан милуэл, сон цаца хаза эхки убо, эхки су богш дука разные ярым тайпнаш ду жегой бу, шенрой бу, хемилали. Ну дуку бак парчхай бу Ибраим Смайлер, дуку басон дегце бо бериш. Son bosh bo eqi ush say mashkal barq. Taypan imena eqi bu, oi taypan ish eqi bu lirq sarshash, say mashkal barqush. Maslan bu wasayt. Ну, с этой нах бу шейла аш нохтичо. Иш das держен духой, цаге сону. Ибраим иша аух примерно мялёк кырюз. Из ногчичуна хату яхч урду из ногчичун хакиятуй. Из очень анонимных есть географический вопрос теперь. Собой заявляется. Сора цаге точно квадратный километр шугиц. Например, Муалиас. Дик ёк мети гёминс именно и аух парчхой метгиш Линна улиш разные метк шукаш, линна ухолра, дикце доксун нохчу. Короче, жим метк яцизм. Сон хату горю алхиет разные или поздно тига был ногчи буй, царь консолидироваться, ден тхо ногчи дут он схеля эл, тажим жим. Да, консолидироваться, да, да, свои просто спешить отношения, когда мы будем с ними устраивать, да, когда мы привлечем их к ответственности, когда мы разграничим это все дело, на этот момент
исторически недавно, там далеко, куда-то в каменный век нам уходить не надо. Эта тема долгосрочная какая-то тема, она очень щепетильная. То, что мы знаем, да, то, что даже в наших домах наших соотечественников там проживают какие-то чуваки, которые позалезли туда. То есть вот эти территории, которые с недавнего времени приписали как бы Русне, Дагестан. Вот это уже тема, которая с русскими надо будет решить, обсудить и аккуратно. Люди, это не говорится о том, что дагестанцы не должны проживать на нашей территории, но им нужно делать будет выбор. Либо они граждане Чеченской Республики Ичкерия, которые будут соблюдать полностью законы, конституцию государства, либо они, как бы, если не хотят, аккуратно должны будут переселены в Россию, и русские должны будут предоставить им там жилье, так как они их взяли туда, в наши дома понасажали, они должны им альтернативу предоставить, вернуть их назад на свои территории и дать им там участки, там колышки, чтобы они вбивали там по 10 штук, если хотят. Вот так вот надо будет это дело решать. А те, кто останутся, те, кто хочет, выбирают наше гражданство, тоже, конечно, они должны будут пройти там курсы какие-то, да, язык выучить хотя бы какой-то А2 курс, да, там чеченский язык, историю чеченскую, и тоже как бы присягу дать государству, что они будут верны государству, клятву сделать. И все, они такие же граждане, как и мы, хоть они русские, хоть они дагестанцы, там, хоть они какой бы национальности не были. Тем. Чего Все вопрос Хабирион был. я все слушал, конечно. Дал Хабирион. Да, я потом заехали на нее, ответ он сделал, потом начал тоже, не отвечал. So buç bu Türk Hабирион. Он, по-моему, Diğer bir думает. боялся сказать. Diğer Deutschland bir думает. İbrahim Bert mı böyle? Ишталдия штук у нас, мы вообще не должны враждовать ни с дагестанцами, ни с кем. Дагестанцы, наши соседи, когда они дорастут, дагестанцы, имеется в виду 30 с лишним народов, которые отличаются там друг от друга, которые свои какие-то культурные корни имеют, языковые там разногласия. Эти 30 с чем-то народов, если дорастут там среди них народы, которые попытаются сделать либо какую-то конфедерацию дагестанскую, либо сами как бы отдельно свои какие-то территории будут рассматривать вне Русни, это тоже нормально, это в будущем наши соседи. И тоже их можно будет поддержать всячески, там, я не знаю, мысленно, информационно, как угодно. Несмотря на то, что нас никто не поддержал, не поддерживает, но вот мы можем как бы поддержать. Имеется в виду не вот так вот идеологически вот этими, как нас затащили в Дагестан, чтобы наше государство полностью захватить, военную какую-то военщину. Не так, а вот гуманитарно,
Если надо, там информационно предоставить условия, площадку. Просто, скорее всего, он Вот. Где-то, если у нас будут трибуны, их с этих трибун Он как поддерживать. раз, по-моему, служит и таким мостом, короче, чего как раз. В таком плане общая там кавказская солидарность у нас должна быть. Но никак мы не можем рисковать собственным государством не в чьих интересах. что Бог царь, Мосухом. Абсолютно. Это не наша тема. Вообще, Акар Лилендол, он дует, а Бери он не ждет. Там, детский садик Лил, что Бер, да? О, щекам подставить, Бер. Короче, любой цана Сири, чухах, бел цана Приднестровье, чухах, бел цана. Но хуй Карабах, чухах, куши, Дагестане, чухах, куши. А Бери, он не ждет. Тут раз, солит, я шикик туой. Отметьте чухахкал, юх Ирайского республики Хабахкин, вайком манта и насилие латош. Ша Давид Дагват официально заявляет, доказ даял хумюкас. Ша тия шикюктуан, я дайган хумюй. Фум цаэльчишта, адам ду эл. Из-за эл еще церцу. Я мертво мауис, то есть люди, которые навлекли на все государство, на всю нацию вот эту трагедию. И по сей день наш народ, который страдает из-за их действий. Как назвать этих людей, которые разбежались, как суслики по дыркам где-то, сидят там по Европам, по Западу, там, по Турциям где-то. А что Бахкин, Раска? Джихад, сюда-сюда, иншаллах, сады нас ждут на этих темах. Дагестанцы, наши мусульмане, братья, там надо им исламское государство установить. Какой вообще, как можно определить вот этих людей? Тунамца, которые пошли на чужую куда-то территорию, завлекли оттуда, взяли к нам вот эту всю военщину русскую, лишили нас государства нашего, государственности. Я не о тех, кто погиб потом. То есть остался верным своему делу и прошел этот путь достойно, да, там, хоть их обманули, хоть что, но они верны своему делу, они прошли этот путь. Я о тех, кто как сусликах, которые затянули вот это вот все этот наш народ, и сейчас как суслики устанавливают какие-то мысленно в интернете, во всех дырках, халифаты, продолжают дальше подстрекать наше общество к эскалации. Как вот определить вот эту вот среду? Я не знаю. Как самое такое мягко, нежно, как их можно обозначить? И самое плохое, что они не просто там какие-то идеи негативного характера среди молодежи распространяют, они нас представляют, они за нас всех говорят перед остальными людьми, а у Солов мы мы ненавидим евреев, мы там против каферов, мы вот за шариат, имейте это в виду, Бог царь. И эта грязь размазывается по всем. Это тоже проблема. غير палестинский лидер Саат Маджитен. Шавик Юахте Урсаку, кстати. Молча, уже все, я понял. Который... Вот руку, вот руку. Подкормишься, что ты ж, короче,
Палестинцы, насильники, убийцы там женщин, детей. По факту намного выглядят почему-то, догадайтесь сами, почему выглядят намного симпатичнее вообще в глазах мировой общественности, чем мы, которые там полностью по всем демократическим вот этим начинаниям, полностью в рамках международного права так красиво начали и к чему мы пришли в итоге. Ибраим, hens masla, hens вот Буданов динегуин хуштук. So, и дома дыни аса каким-то образом цунюать, яцунзучунц издо. Является ли преступление Буданова оправданием моего преступления? Законы шариат нормально. Глаз за глаз. Подожди, ты имеешь в виду за действие Буданова отместку ему, если он по 4.24 и кого-то изнасиловал, то имеешь ли ты право по такому же методу изнасиловать Да, его в ответ? Его тюн близких? семях, асавукца изнасиловать. И там Тесла, Люхакс, Ол, полиция Хаяч, Дадол, Палца Бюч, Буданови, Юаютсу изнасиловать. Иногда Буданов, Динек, Цахашунал, Бюхумю. Типа, Тиньюабаня, Чулру, Ашинцу, Олкаш. Да, если мы смотрим с точки зрения идеологии исламских, С точки зрения то идеологии ислама, Буданов даже не должен насиловать из да, моего он народа не, кого-то. он, Просто ой, это я знаю. да. А с точки зрения чеченской морали, нет, ты не имеешь права уподобляться насильнику. Если он совершил эти действия, то ты чисто его привлекаешь к ответственности. Вот. А генс ивей и маймал, что и тупороги, безмозглые вот эти обезьянш. Царь гудыц. Ой, Байна, да, царь ранее разбомбили, газу, святой вот босс, но царь хунды нахуй фестиваль, чубяхка, насиловать. А до этого царя бина насиловать. Они меня тоже воровали, убивали, насиловали. Да, и Одно именно вот эта преступление вот не может риторика, являться оправданием и другого преступления. именно вот эта риторика, она полностью, когда ее слышит цивилизованное общество, которое даже критикует Израиль за Палестину, которое пытается там всякие гуманитарные акции проводить. Когда они от вот этих обезьян слышат это, они полностью от них не то что абстрагируются, а сразу записывают в черный список вот этих. Но в нашей среде вот эти вербовщики, вот эти пропагандисты, они на этом спекулируют, показывают. Вон, видите, вот эти международные институты, включая Грет Тумбергов и так далее, они, видите, тоже же заступаются. Мы вот тоже заступаемся. То есть они обманывают вот этих полезных идиотов на этой теме. И те начинают открыто потом. Они им это сделали, а они им это. И тут получается так, что в глазах мировой общественности полностью мы опускаемся на уровень ниже плинтуса. Абсолютно. С нашей нормальной, вроде бы, адекватной культурой, с нашим адекватным самобытом мы вот из-за этих приемов аккуратно выглядим вот такими вот хуже палестинцев, насильников в глазах мировой общественности. И они намного симпатичнее нас выглядят в глазах этой же мировой общественности. Поэтому о них там где-то в международных институтах говорят, так как среди них есть там меняемые какие-то люди по отношению с нашими, потому что это полная невменяемость, когда ты говоришь, а это так сделали, а они в ответ им сделали. Так, у нас время эфира подошло к У концу. меня одно дополнение, просто буквально 1 минуту. И это скетч юмористический, еврейский, YouTube, чувак, как они высмеивают и арабов, и своих евреев, и вот Тумбергов, Мумбергов.
И, в общем, почему вот ты говоришь, вот и Тумберг, им говорят, что Ишдикбу, Хоршбубу, они верят, а царь Хундуиц из Эл вопрос возникал, а там все просто. Катар, говорят, им платят огромные деньги и журналистам, каким-то газетам, журналам, телевидению, чтобы не всегда выставляли палестинцев жертвами, а израильтян такими агрессорами, нападающими на бедных, несчастных вот этих палестинцев. Интересный скетч Чучёва. Наверное, у нас уже там подзапись закончилась, эфир, сат по регламенту, да, чахтела. Берг, что дальше? Как обычно, 24/7 можно туда перенести тему. Аларис Короче, Хилмасарна. это не последний тоже эфир, не совсем хорошо. Я, на мою думку, не совсем хорошо удалось прокомментировать всю эту ситуацию. Надо будет строже, короче, в камеру тоже проводить вот эти какие-то там дискуссии, какие-то информационные ролики на эту тему. İşte дальше yok палюгар, ощущаю дерьмою, кузишь в нашу среду пулять дешёл, это потом аукнется нам. И там не только, Бяхма короче, была хар эсэми дуаттар чипированный Муаммад Фазат Хакетчон. и его чипировали, он уже не может хорошо. Несвязная у него речь, когда ты пытаешься от него добиться какого-то логической какой-то там связки, да, что с ним происходит, что, почему он зол, короче, на евреев. И, видимо, из-за этого чипа он не совсем связан. Всё Из получилось. хаал герчвар ацивитри хаал эсэм сламыз мичаду оранчо язин элхэч. Чё такетч усыл заптал герчвар, ты его перебил. حالتي بقى Да, из эсэми ретуишта. Мухаммад Додик Аль-Фаяд, вы можете объяснить вашу вот эту вот позицию? Что с вами сделали эти сионисты? Чип мечту хаунзе. Фазан вистрела. Ладно, он, видимо, там медитирует, настраивается. Дьехал, что дадуэл это. Фазан ти диячу хавелла. Арви лимет. Дих тут خلاص чего подикрыл на серии машло.